Yüce Allah'ını dona uçuyor yaz. Mimin zırhına kaçtım için Mimin uçamaz. И перед ним мы вывела чем Воджин, да яски мянды дише шикса школа, чем Воджин, летят дальше. Уважаемые коллеги, дорогие гости, мы очень рады сегодня в преддверии нового учебного года встретиться в нашем любимом Коми-республиканском институте развития образования для того, чтобы провести всероссийский мастер-класс «Лучшие практики преподавания языков народов России». Для начала нашего семинара я хочу предоставить слово Галине Владимировне Китайгородской, ректору нашего института. Пожалуйста, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги, участники межрегионального мастер-класса. Мы очень рады, что сегодня в нашем зале присутствуют педагоги практики, и в контексте наших задач к нам присоединяются педагоги субъектов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, сегодня в прямом эфире к нам подключено 85 педагогов, которые принимают участие во всероссийском мастер-классе. Данное мероприятие является важным профессиональным событием, которое сегодня направлено на формирование банка лучших педагогических практик. Данный мастер-класс проходит в нашем институте, конечно же, не случайно. Нам очень важно, что организаторами данного мастер-класса является Министерство просвещения Российской Федерации, и благодаря участию Коми-республиканского института развития образования и Межрегиональной ассоциации Коми-Владыш мы сегодня транслируем лучшие практики педагогов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, данный проект был инициирован 3 года назад на уровне Российской Федерации. Очень важно, что сегодня в банке лучших педагогических практик уже насчитывается более 300 мастер-классов. Такие мастер-классы проходят по всей Российской Федерации, и нам передали возможность подключиться к данному проекту из города Самара. А завтра такой мастер-класс уже будет проходить в городе Алтайске. Уважаемые коллеги, сегодня мы должны обеспечить продвижение единого банка педагогических практик и, конечно, вовлечь практикующих педагогов в данную деятельность. Уважаемые коллеги, на уровне Российской Федерации благодаря таким мастер-классам организован и конкурс среди педагогов. Он поддерживается и финансово, вот, уважаемые коллеги, приглашают принять участие и в конкурсе, который организует общество Альмира. Уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что с 2020 года наша республика включена в федеральный проект «Поддержка педагогического сообщества, развитие кадров в аспекте преподавания русского языка как родного, языков народов Российской Федерации». Наша республика является субъектом-донором, и к нам подключаются еще 8 субъектов-реципиентов. Поэтому, конечно, данный мастер-класс является профессиональным продолжением участия нашего региона, нашей республики в значимом федеральном проекте. Уважаемые коллеги, я благодарю, конечно, всех педагогов, которые смогли перед началом учебного года принять участие в мастер-классе. Уважаемые коллеги, я обращаюсь ко всем участникам. Нас ждет очень насыщенная, профессионально интересная программа. 4 часа мы будем работать вместе с вами. Поэтому прошу в рамках нашего мастер-класса задавать вопросы. Мы работаем в системе ProofMe, и у нас есть возможность не только прямого подключения наших педагогов, но и возможность профессионального диалога. Уважаемые коллеги, я желаю вам профессионально значимого мероприятия, которое станет для вас еще одним основанием для продолжения успешной профессиональной деятельности. Спасибо.
Спасибо, Галина Владимировна. Спасибо, Галина Владимировна. Ну, я хочу сказать о том, что, конечно, наш семинар проводится очно и в онлайн-режиме, и участвуют в нашем семинаре около 70 человек. И не только педагоги из Республики Коми, но также из Удмуртии, Чувашии и Мордовии. И мы сегодня услышим их опыт работы и посмотрим их мастер-классы тоже. Сейчас позвольте мне предоставить слово заместителю министра образования, Высшей школы и науки Республики Коми Олегу Александровичу Колокову со словом приветствия. Бурлун Пыддипуктана Уджьортьяс. Добрый день, уважаемые коллеги. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми приветствует всех участников межрегионального мастер-класса лучших педагогических практик преподавания языков народов Российской Федерации. Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, обучения, творчества отнесено к числу основных прав и свобод гражданина Российской Федерации. Сохранение языкового многообразия на территории нашей страны является приоритетным направлением государственной политики в сфере образования. Приобщая детей к родной культуре, к родному языку, к духовным ценностям, мы воспитываем в них культуру межнациональных отношений. Отвечая на запросы современных требований, предъявляемых к образовательному процессу, сегодня важно развивать механизмы мотивации обучающихся и их родителей к изучению родных языков, обеспечивать взаимосвязь и преемственность уровней образования, уметь находить баланс между теоретической и практической частью преподавания языков, научить детей применять в речевой деятельности полученные навыки при изучении родного языка. Полагаю, что на данном мастер-классе мы увидим лучшие педагогические практики по преподаванию родных языков народов России, обеспечим трансляцию позитивного опыта профессиональной деятельности наших коллег, что позволит нам создавать единый банк данных и единый банк профессионального опыта наших коллег. И это, в свою очередь, позволит укреплять языковой ландшафт каждого субъекта Российской Федерации. От лица министерства желаю всем очень интересной и плодотворной работы в рамках нашего мастер-класса. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать Валерия Петровича Маркова, самого почетного участника Всероссийского мастер-класса. Валерий Петрович, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Государственного совета Республики Коми. И, конечно, на уровне Российской Федерации вклад Валерия Петровича в развитие родных языков высоко ценен не только на уровне Республики Коми, а всех субъектов Российской Федерации. Валерий Петрович выступит не только с приветствием, но и представит очень важную информацию и для органов исполнительной власти Российской Федерации, и, конечно же, для педагогов субъектов Российской Федерации. Валерий Петрович, мы рады, что вы с нами. Передаем вам слово. Пыддипуктана мастер-класс Валунгжалышьяс, уважаемые участники мастер-класса. Очень приятно, что в очередной раз собрались педагоги, которые работают с родными языками. Кажется, что вроде бы достаточно часто они звучат, вроде нередко собираются, а если посмотреть, на самом деле не так уж часто, не так уж много. И не так уж, скажем, мы слышим пропаганду своего опыта наших преподавателей и так далее. Почему я так говорю? Я не буду говорить абсолютными цифрами, которые говорят о языковой палитре нашей России. Ну, вы это знаете, почти 300 языков, но 89 языков присутствуют в образовательной системе России. 89.
30 языков как языки обучения, 59 языков как языки изучения. Немало. Ну а если посмотрим с другой стороны, у нас всего по 15 языкам учебники есть в федеральном перечне. По большому счету, скажем, вопросы преподавания родных языков по остальным языкам, они под некоторым вопросом, потому что официальными учебниками они не обеспечены. И, конечно, встает вопрос, что делать, как быть. И здесь, я думаю, что очень большая роль должна быть отведена вам, как людям, которые работают с преподаванием родных языков, это раз. Второе, немало людей среди числа преподавателей, работающих с родными языками, которые блестяще владеют и методикой преподавания, методологией, умеют заразить учащихся интересом к своему предмету. И не секрет ведь, не всегда хороший учебник играет ключевую роль. На мой взгляд, ключевую роль играет учитель. Учитель, который действительно сумеет зажечь огонек в глазах ученика, который сумеет заинтересовать ученика. А появляется интерес, будет язык изучаться. И, в принципе, вот сейчас, по происшествии 2 лет, после того, как были приняты поправки в закон об образовании, в статью 11 и 14, связанные с изучением родных языков, в том числе русского как родного, в принципе, видишь, что она дает неплохой набор инструментов и для преподавателей, и для школ в вопросах изучения родных языков. Первоначально казалось, что это вопросы ограничения. Я сам всегда был сторонником того, чтобы право изучения не просто было правом как таковым, но это было закреплено в основных документах регионов, то есть это в конституциях, в уставах регионов, там, где это необходимо, и чтобы оно было введено, чтобы государство поддерживало. Это ощущение у меня не исчезло и сейчас. Но то, что мы имеем на сегодняшний день, оно, в принципе, позволяет работать, неплохо работать школам. Если обратиться немножко в более раннюю историю, ну, скажем, лет 5-8 назад, в школах, когда касался вопрос изучения родных языков в отношении небольшого числа учеников, которые хотели бы изучать, то, в общем-то, поскольку их и не класс, не полкласса меньше, то возможности, они, как правило, отсутствовали, потому что они не были определены в законодательстве, что должно быть обеспечено и так далее. И, в принципе, они оставались достаточно быстро за бортом. Взять Республику Коми, Лозумскую школу. В Лозумской школе изучали коми-язык, школу оптимизировали, закрыли в Лозуме, учащихся перевели в соседнюю большую школу, и язык исчез, потому что там не изучали. И ребята остались за бортом. Теперь же, в принципе, законодательно есть возможность изучения, независимо от того, сколько желающих. Школа должна найти эти возможности, обеспечить, если есть для этого педагогические кадры, если есть учебно-методические пособия, и самое главное, конечно, если есть желание ученика изучать или законного представителя ученика изучать родной язык. И мы видим немало примеров в республике, и не только в республике, и в ряде других регионов, когда родные языки изучают не классом, не полкласса, а часть класса, изыскивая для этого возможности. Самые разные школы поступают по-разному, но изучение происходит. Вообще, конечно, вопрос изучения родных языков, он не просто культурологический. А если обратиться к истории
когда перед, ну, будем сказать, перед новой Россией, я не имею в виду 91 год, но я имею в виду начало 20-х годов, когда был взят курс на всеобщую грамотность, на повышение грамотности населения страны, изучение именно родных языков сыграло очень большую роль, а в большинстве регионов, где проживали представители разных регионов, это сыграло ключевую роль изучения родных языков, а через родной язык изучение русского языка как государственного языка страны и так далее. Дорогие преподаватели родных языков, сейчас на вас очень большая миссия лежит. От вас очень много зависит, сколько детей будут изучать родные языки. Я понимаю, в школах разная обстановка. Прекрасно знаю ситуацию, когда, скажем, в школах работали не в пользу вас, не в пользу преподавателей родных языков. Есть такие примеры. Вот. Слава Богу, они не самые распространенные. Но, еще раз повторяю, сейчас важно, конечно, соучастие в вашей работе и родительской общественности, но это отдельная работа с родителями, и общественности национальной, потому что если не будет атмосферы в сообществе, стремления к знанию родных языков, то и родители, конечно же, не будут заинтересованы. Безусловно, это затруднит работу преподавателей. Ну а чтобы, конечно, атмосфера в обществе была позитивной, здесь немалая роль лежит и на властных структурах, на исполнительной, законодательной власти регионов. И я хотел бы, чтобы вся эта работа ваша и всех тех, которых я перечислил, была одной общей работой, и чтобы она содействовала тому, чтобы представители наших народов все-таки больше знали свои родные языки, чтобы после переписи, которая нас ждет уже очень скоро, мы опять не начали сетовать, что вот как так, все падает и падает знание родных языков. Вот хочется, чтобы было наоборот сказано всеми. Вот смотрите, поработали, многое внедрили нового, современного, вместе поработали, и мы видим, что это дает плоды. Давайте будем стремиться к позитиву во всех наших общих делах. Всего вам хорошего, и хочу поздравить от имени членов своего комитета, от имени председателя комитета Гумеровой вас с началом нового учебного года и пожелать, чтобы он приносил вам только радость. Владимир Петрович, я хотела бы сообщить, что сегодняшний наш семинар, межрегиональный мастер-класс, посвященный родным языкам, проводится совместно с межрегиональной общественной организацией Коми-Велодыщ, Коми-Учитель. И мы очень рады, что как модератор выступает сегодня председатель этой общественной организации Мария Вячеславовна Кузьбожева, всем известный общественный деятель, заслуженный учитель школ Коми СССР. И хотелось бы вам предоставить слово, Мария Вячеславовна, для приветствия. Chciałam представить данные экране Я очень рада всех приветствовать и тех, кто по эту сторону и по ту сторону экрана. Валерий Петрович, наш сенатор от Республики Коми, в заключительных словах как раз подчеркнул значимость общественных движений в том, чтобы сформировалась в родительском сообществе особенно
позитивное отношение к необходимости сохранения родных языков через изучение родных языков в школах. Это действительно так. К сожалению, я вынуждена признать, что наша общественная организация не в самой активной сейчас фазе, хотя по возможности мы принимаем участие в тех собраниях родительских, которые здесь вот в Сыктывкаре проходят, в республике проходят, чтобы сделать такой позитивный настрой среди родителей. Но этого явно недостаточно. Да, действительно, я на примере личном своем, как бабушка внука, закончившего 1 класс, подтверждаю, что властными структурами создаются условия, находятся кадровые решения и учебники, и все остальное, если родители настаивают, сколько бы ни было детей в классе, но эти родители хотят, чтобы коми-язык у них был как родной язык. Условия такие создаются. Вот на личном опыте убедилась в этом. Поэтому важно именно сейчас не ожидать и не сетовать на то, что где-то что-то плохо и препятствия какие-то чинятся, а активнее работать общественности с родительским сообществом, чтобы позитивное отношение такое постепенно формировалось. Поскольку родители, к сожалению, боятся перегрузок учебных, и это действительно есть основания под этим страхом. И по другим каким-то причинам далеко не всегда делают свой выбор в пользу родного языка, выбирая другие учебные предметы, когда у них есть такая возможность выбора. Она у них есть. Второе, что я бы хотела сказать, это то, что какие бы ни были трудные обстоятельства, а сейчас перед вами, дорогие коллеги, новый вызов, пандемия, вызов, к которому специально никто вас не готовил, но вы вынуждены достойно на него отвечать. Я знаю, что это получается, и мастер-класс как раз показывает, что условия очень непростых, очень сложных, временных ли, или это будет закрепляться как-то в виде вот дистанционных форм образования, например, вы умеете так увлечь, так зажечь глаза ваших учеников, что они, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, с охотой идут к вам на урок, чтобы учить родной язык. И поэтому я рефреном звучит у меня в голове современная коми-песня, которую я скажу на коми-языке, потом переведу. Мне кажется, она очень точно отражает и то настроение, и то состояние, и то, что мы все, то, что всех нас объединяет. Аз чужанмуглым гостен обвидишь, чужанка вміянлиш, не позмырки. На своей родной земле гостем я не считаюсь, и мой родной язык у меня никто не отменит. Удачи вам всем. Мы позже ролик будет. Сейчас у нас по программе нашего мастер-класса демонстрационный ролик, который, надеюсь, что будет дополнительным мотивом вам к творчеству. Родные языки народов России – это наше национальное достояние и основа самоидентификации. Это хранители драгоценной культурной памяти народов и истории всей нации. Развитие интереса к родному языку является залогом гармоничного развития личности и сохранения национальной культурной идентичности. Педагогическая задача учителя – показать богатство родных языков и передать следующему поколению языковую самобытную культуру предков. Поддержка и развитие родных языков народов России – это ключевой аспект ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации», которая входит в программу развития образования.
В утвержденной в 2019 году концепции преподавания родных языков отмечены основные проблемы обучения родным языкам. Это сокращение в общеобразовательных организациях количества учебных часов и недостаточное учебно-методическое обеспечение процесса преподавания родных языков, которое затрудняет механизмы повышения результативности и эффективности образовательного процесса. Значимая педагогическая задача учителя состоит в формировании у учащихся практикоориентированного учебного опыта, который позволяет овладеть родным языком как инструментом коммуникации, сохранять и развивать самобытную культуру предков. Работа учителя зачастую держится на любви, интересе и преданности предмету. Педагоги, благодаря профессиональным навыкам и методическим подходам, разрабатывают и внедряют методы и приемы обучения родному языку. Однако данный профессиональный опыт часто ограничен рамками одного региона или реализуется на базе одной образовательной организации. Крупицы этих бесценных передовых практик, представляющих собой профессиональное достояние, порой остаются в архивах методических копилок. Эти проблемы подчеркивают необходимость создания условий для доступа к авторским педагогическим практикам учителей родных языков и широкой трансляции успешного опыта их преподавания. На решение этих задач направлен проект по созданию и обеспечению функционирования единого банка педагогических практик преподавания родных языков народов России, который реализуется по заказу Минпросвещения России. Банк педагогических практик преподавания родных языков народов России – это единое методическое информационное пространство, которое позволяет выявлять и тиражировать лучший педагогический опыт, а также обеспечивает непрерывный процесс аккумуляции и систематизации методик и практик преподавания родных языков народов России. На сайте bankpractic.rf представлены результаты накопленного опыта и совокупность приемов и технологий в области преподавания родных языков народов России. Практики отобраны по результатам конкурса, который проходил в 2019-2020 году и предусматривал обязательную экспертную оценку всех практик. Официальный ресурс включает разделы о конкурсе, новости, документы, эксперты, банк практик, полезная информация, форму обратной связи и сведения о разработчиках. Вкладки имеют иерархическую структуру и включают подтемы, расширяющие их функции. Уникальность банка практик как информационно-методического ресурса состоит в том, что материал, наполняющий его содержание, включает апробированные практики, которые могут быть адаптированы для работы учителями других образовательных организаций. Аудитория банка практик – это педагогические работники, осуществляющие преподавание родных языков народов России. Единый банк практик ориентирован на обеспечение доступа к методическим разработкам преподавания родных языков народов России для их дальнейшего использования. Банк обеспечивает распространение и тиражирование успешного опыта такого преподавания, позволяя учителям по всей стране заимствовать данный опыт и совершенствовать свои профессиональные умения и навыки на его основе. Какие возможности банк практик дает учителю? Первое. Использование различных методов и приемов мотивирования обучающихся к изучению родных языков. Второе. Выбор педагогом наиболее востребованного учебного материала, а также использование актуальных материалов для решения проблемных вопросов, которые связаны с тематикой уроков или применением отдельных методов работы. Третье. Использование материалов лучших практик преподавания родных языков в качестве визуальных средств обучения при реализации дистанционного обучения. В банке присутствуют материалы в различных форматах, от текста до видеоконтента. Четвертое. Использование материалов банка практик для библиографического описания материала практики и его полноправного цитирования при создании собственных методических разработок и программ обучения. Каждая практика, представленная на ресурсе, имеет полное описание, включающее автора и название практики, и позволяет генерировать собственную уникальную интернет-ссылку. Пятое. Возможность комментирования практик и обсуждения на форуме актуальных вопросов преподавания родных языков. Шестое. Использование материалов лучших практик преподавания родных языков как на русском языке с адаптацией их для своих задач, так и на родном языке автора педагогической практики. В целом, основные преимущества данного ресурса – это круглосуточный доступ к апробированным методическим материалам по преподаванию родных языков народов России, ознакомление с разнообразным прикладным опытом коллег из разных субъектов Российской Федерации по преподаванию родных языков народов России,
Коммуникация с профессиональным сообществом посредством комментариев, общения на форуме. На сегодняшний момент Банк Практик насчитывает более 250 методических материалов более чем на 40 языках народов России. За 2020 год сайтом воспользовались более 2000 преподавателей со всей России. Приглашаем вас подробнее ознакомиться с ресурсом и базой практик преподавания родных языков народов России. Мы уверены, что Банк Практик станет для каждого учителя удобной площадкой для профессионального развития и незаменимым методическим помощником, а также объединит преподавателей родных языков по всей стране. Пространство нашей Российской Федерации и позволит познакомиться с опытом лучших педагогов. Надеюсь, что и опыт наших учителей также войдет в этот банк практик. А возможно, и вы уже были там и смотрели, да? Марина Ивановна уже кивает, и, в общем-то, действительно, эта возможность у каждого есть. Я думаю, что мы сейчас должны приступить к основному содержанию нашего семинара. Вот. И, в общем-то, действительно, межрегиональный мастер-класс это в первую очередь выполняет роль такого информационно-обучающего семинара. И слово предоставляем заместителю министра образования, высшей школы и науки Республики Коми Олегу Александровичу Колокову. Пожалуйста. Да, с вопросом о перспективах развития родных языков в образовательном пространстве. Запущено, да? Можно уже работать. Коллеги, несколько слов о нашей Республике Коми общего порядка. Республика Коми – полиэтнический регион, в котором проживают представители более 130 национальностей на территории 20 муниципальных образований. Численность постоянного населения республики на 1 января 2019 года составила немногим более 830 тысяч человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, этнический состав населения республики представлен двумя крупными группами. Более 65% русских и почти 24% коми. Большинство муниципальных образований Республики Коми являются многонациональными. В 15 муниципалитетах представители коми национальности количественно уступают представителям других этносов. В 5 муниципальных районах доля лиц коми национальности варьируется от 55% до 88,5%. Успешно функционирует этнокультурная инфраструктура, включающая в себя Республиканский дом дружбы народов Республики Коми, 21 центр коми и национальных культур на территории муниципальных образований. Действует более 100 национально-культурных объединений. Сохранение этнокультурного многообразия народов России является приоритетным направлением государственной политики в сфере образования и реализуется в рамках федерального законодательства. Нормативное регулирование данных вопросов в Республике Коми основано на Конституции Республики Коми, Законе Республики Коми о государственных языках в Республике Коми, Законе Республики Коми об образовании. Статья 67 Конституции Республики Коми провозглашает, что государственными языками Республики Коми являются коми и русские языки, и что в Республике Коми гарантируется народам, проживающим на территории, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Закон Республики Коми о государственных языках определяет в республике также два государственных языка, коми и русский, и устанавливает порядок их официального применения. При этом закон не ущемляет неотъемлемых прав граждан любой национальности на свободное развитие их родных языков и культур, гарантирует государственную поддержку в их стремлении удовлетворить свои культурные запросы на родном языке. Законом Республики Коми об образовании предусмотрено, что свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка, в том числе русского как родного, государственного коми языка, осуществляется по заявлению родителей, обучающихся при приеме, переводе на обучение по образовательным программам общего образования. С декабря 2017 года в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики организована деятельность рабочей группы по образованию, которая стала вектором эффективного взаимодействия общественности, научного, экспертного и педагогического сообщества.
Практика проведения совместных семинаров Министерства образования, Министерства национальной политики республики, Центра инновационных технологий, участие регионального министерства в конференциях Коми народа, заседаниях исполкома Коми Войтер и Ижватас показала свою эффективность и значимость в вопросах изучения Коми языка. Проводимая министерством работа совместно с органами управления образования, прежде всего разъяснительная работа с участниками образовательных отношений по вопросам изучения родных языков, выбора учебных предметов этнокультурной направленности способствует обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных, межэтнических отношений. Комплексная поддержка мер, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков, развитие этнокультурного образования осуществляется Министерством в рамках реализации 2 государственных программ Республики Коми. Государственные программы развития образования, региональные программы сохранения и развития государственных языков Республики Коми и концепции этнокультурного образования, направленной на развитие современного этнокультурного образовательного пространства, внедрение новых форм и технологий изучения коми языка. Кроме того, как уже сегодня уже было сказано, на 3 года наша республика стала победителем конкурсного отбора на развитие кадрового потенциала педагогов субъектов Российской Федерации по вопросам изучения русского языка, родных языков народов России. И только в 2020 году обучение у нас должны пройти более 700 педагогов, в том числе педагоги из 8 субъектов Российской Федерации. Это Архангельская и Кировская области, Удмуртская республика, Республика Марий-Эл, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Юграр. На 2020 год предусмотрено финансирование в объеме более 4 миллионов рублей. И от имени Министерства образования мы выражаем слова признательности и благодарности нашим партнерам проекта, органам государственной власти субъектов в сфере образования и региональным институтам развития образования за поддержку и активное участие в реализации проекта. Полагаем, что наше сотрудничество будет эффективным, даже не полагаем, а уверены в этом, что наше сотрудничество будет эффективным и позволит развивать кадровый потенциал педагогов по вопросам поддержки и развития родных языков. Что касается изучения родного и государственного коми-языков в системе общего образования, 12% воспитанников дошкольных организаций изучают коми-язык. В 100% общеобразовательных организаций Республики Коми обеспечена реализация предметных областей родной язык и литературное чтение на родном языке, родной язык и родная литература на родном языке. В предыдущем 2019-2020 учебном году 30% обучающихся изучали коми-язык. Из них почти 4% родной коми-язык, 26% государственный коми-язык. В целом 86% обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми изучают коми-язык, а также учебные предметы этнокультурной направленности. Это литература Республики Коми, история Республики Коми, география Республики, край, в котором я живу, экология Республики, искусство Республики Коми. Важно, что консолидация усилий власти и общества позволила приступить к решению новых задач, связанных с повышением статуса изучения родного коми-языка. В 2019 году впервые созданы электронные формы учебников по родному коми-языку для обучающихся 1-4 классов. В феврале 2020 года новая линейка учебников по родному коми-языку для обучающихся 1-4 классов направлена в Минпросвещение России на федеральную экспертизу для последующего включения в федеральный перечень учебников. 2-й год подряд Республиканская олимпиада по коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе Республики Коми, историческому краеведению включена в федеральный перечень олимпиады. Более чем в 3 раза увеличилось количество выпускников, которые сдают экзамен по родному коми-языку. Ну, понятно, что этот год стал исключением в связи с особыми условиями завершения учебного года. Мы сейчас говорим об общей тенденции, которая наблюдается в течение последних нескольких лет. В 5 раз увеличилось количество детей, которые сдают экзамен по государственному языку. Результаты сдачи экзаменов свидетельствуют о высоком уровне подготовки обучающихся. Практически 75% выпускников сдают экзамены по коми-языку на 4,5. Сохраняется престиж и статус учителя коми-языка. Ежегодно проводится республиканский конкурс Коми-Веледыш.
С 2018 года в республике реализуется новая мера поддержки обучающихся, изучающих родной и государственный коми-язык. Победителям и призерам Республиканской олимпиады по коми-языку и коми-литературе присуждаются денежные премии, а наиболее отличившимся премия правительства Республики Коми талантливой молодежи. При этом Министерством образования совместно с Региональным институтом развития образования продолжается работа по совершенствованию учебно-методических комплексов по родному и государственному коми-языку, учебным предметам этнокультурной направленности. В части кадрового обеспечения обеспечивает реализацию учебных предметов по коми-языку 474 учителя коми-языка и литературы с объемом недельной учебной нагрузки до 24 часов. Подготовка кадров для дошкольных и общеобразовательных организаций осуществляет Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина и Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. На базе Коми Республиканского института развития и образования создана система профессионального развития учителей коми-языка и литературы, которая позволяет ежегодно осуществлять стажировки и реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки кадров для учителей коми-языка и литературы. Ежегодно порядка 150 учителей. Имеющиеся учебники, учебные пособия по коми-языку позволяют организовать изучение коми-языка по разноуровневым программам от 1 до 3 часов в неделю с учетом кадровых, материально-технических ресурсов общеобразовательной организации. Учебные кабинеты коми-языка оснащены мультимедийным оборудованием. В учреждениях имеется доступ к сети интернет, что позволяет организовать изучение коми-языка с использованием современных электронных ресурсов. В помощь обучающимся, их родителям, педагогам, центрам инновационных языковых технологий разработана электронная платформа, которая включает электронные словари и переводчики, электронные системы проверки орфографии, электронный корпус текстов и база электронных текстов, раскладки клавиатуры, электронная библиотека и корпус коми-языка. Примерные образовательные программы по родному и государственному коми-языку размещены на официальном сайте в Госреестр. В краткосрочной перспективе примерные программы по литературному чтению на родном коми-языке и литературе Республики Коми планируется направить для проведения федеральной экспертизы и их размещения на официальном сайте в Госреестра. Мы понимаем, что для расширения географии изучения родных языков в первую очередь важна эффективная система подготовки кадров и повышения мотивации у обучающихся и родительской общественности к изучению родных языков. Ежегодно учителя коми-языка и литературы принимают участие во всероссийских и республиканских конкурсах профессионального мастерства, образовательных проектах. Более 3500 обучающихся ежегодно принимают участие в республиканских конкурсах по коми-языку, коми-литературе, историческому краеведению, коми-фольклору. Финансирование всех мероприятий этнокультурной направленности осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственной программе развития образования. Процесс поддержки и развития родных языков из числа языков народов России – это постоянная и целенаправленная деятельность органов власти всего региона при поддержке общественности для сохранения уникальности языкового многообразия. И для реализации комплекса мер, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми, мы ставим перед собой новые задачи. Это включение примерных образовательных программ по литературному чтению на родном коми-языке и литературе Республики Коми в федеральный реестр. Повышение качества преподавания языков и их методического сопровождения. Развитие системы дифференцированной оценки уровня владения языками обучающихся. Повышение кадрового потенциала учителей коми-языка. Участие в разработке механизмов билингвальной подготовки работников образовательных организаций. Внедрение информационных и коммуникационных ресурсов по изучению родных языков, развитие мультимедийной системы изучения языков и онлайн-обучения родным языкам, проведение периодических мониторингов по изучению родных языков, развитие механизмов мотивации участников образовательных отношений к изучению родных языков, подготовка учебников нового поколения, основанных на дидактических принципах, которые отвечают современным требованиям образовательного процесса для их последующего включения в федеральный перечень учебников. В завершении своего выступления благодарю коллектив Регионального института развития образования, авторские коллективы, Министерство национальной политики Республики Коми, общественность за поддержку в развитии и укреплении статуса государственного коми-языка и родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Спасибо.
Позвольте предоставить слово исполняющему обязанности начальника отдела по государственным языкам Министерства национальной политики Республики Коми Костаревой Елене Григорьевне, начальника отдела мира Валерьяновна. Валерьяновна в отпуске находится. И, в общем-то, очень приятно видеть всегда на наших мероприятиях представителей, специалистов Министерства национальной политики Республики Коми, потому что это министерство как межведомственное. И очень много делается для популяризации коми-языка в обществе. И я прошу выступить Елену Григорьевну как раз вот с теми интересными какими-то данными информации. Нет. Подожди. Региональная языковая политика, сохранение и развитие коми-языка. Сейчас мне презентацию сделают. Да, презентация, потому что мы работаем в платформе, поэтому презентация немного включается. Все, да, сейчас я приготовлюсь. Дона велодыщас, пуди пухтуна ужертяс, чоло малатьяна стая мероприятие было. Добрый день, уважаемые учителя, наши дорогие коллеги. От имени Министерства национальной политики и министра Галины Ивановны Габушевой рада приветствовать вас на межрегиональном мастер-классе. И немножко сегодня буду говорить о развитии коми-языка в статусе государственного. Так, все идет. Республика Коми, как и большинство российских регионов, неоднородна в языковом, культурном и конфессиональном отношении. Но уже тут было сказано, что государственными языками Республики Коми являются это русский и коми-язык. Это у нас закреплено также законом Республики Коми о государственных языках Республики Коми, где устанавливается порядок официального применения государственных коми и русского языков на территории Республики Коми. Так, В настоящее время механизмом реализации государственной языковой политики является региональная программа Республики Коми «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми». Программа представляет собой совокупность актуальных мер, исполнительной и финансовых ресурсов. В принятом документе отражено ресурсное обеспечение программы. Годовой объем составляет чуть более 180 миллионов рублей. Необходимость особого отношения к коми-языку диктуется неуклонным уменьшением численности коми, а также числа тех, кто считает коми родным языком. В 2010 году в ходе всероссийской переписи населения в Республике Коми родным назвали коми-язык более 127 тысяч человек. В межпереписной период количество владеющих коми-языком уменьшилось на 73 тысячи человек. Кроме того, большинство муниципалитетов республики уже давно представляют собой многонациональные образования, в которых представители коми количественно уступают другим национальностям. Исключением являются только 5 муниципальных образований, все представлены. Нам важно, чтобы коми сохранили ценностную ориентацию на родной язык и национальную культуру. Этому способствуют мероприятия, направленные на гармонизацию социальных функций коми-языка. В государственных учреждениях созданы и успешно работают структуры, призванные решать языковые вопросы. В Доме дружбы народов Республики Коми функционирует Бюро официального перевода. С его помощью на коми и русском языках публикуются акты органов государственной власти Республики Коми, оформляются наименования улиц, дорожные указатели, вывески учреждений и организаций. Это было бы невозможно без планомерной в течение более 25 лет работы Республиканской термино-орфографической комиссии, в состав которой входят ученые, журналисты, писатели, общественные деятели, а также и
специалисты в государственной власти. Результат – это создание большого пласта общественно-политической терминологии. На заседаниях комиссии ведется постоянный поиск новых слов, прежде всего на основе внутренних ресурсов комязыка, а также путем восстановления забытых лексем, использования словарного богатства диалектов. Документы органов государственной власти, решения Конституционного суда Республики Коми, информация на официальном интернет-портале республики переводится с учетом предложенных комиссией вариантов. Любая норма закона о государственных языках Республики Коми требует проведения комплекса работ. Так, статья 23 предусматривает меры по сохранению традиционных наименований географических терминов. Реализация статьи в отношении наименований населенных пунктов предусматривает следующие этапы. Это первое. Разработку и утверждение инструкции по русской передаче географических названий Республики Коми на уровне Республиканской термино-орфографической комиссии. Второе. Включение позиции об оформлении дорожных указателей на 2 государственных языках в государственные контракты на осуществление дорожных работ. И при необходимости согласование написания населенного пункта Бюро официального перевода. Для того, чтобы регламентировать деятельность по реализации статьи 25 Закона о государственных языках Республики Коми, Республиканской термино-орфографической комиссии разрабатываются рекомендации по оформлению названий учреждений, предприятий, организаций на вывесках, текстов официальных печатей, штампов, бланков на территории Республики Коми, на государственных языках Республики Коми. Затем они утверждаются приказом Министерства национальной политики и направляются в органы государственной власти и местного самоуправления. Бюро официального перевода руководствуется данными рекомендациями при осуществлении перевода и в дальнейшем мониторинга правильности оформления вывесок. Одним из видимых практических результатов Международного года родных языков в 2019 году стал запуск автооповещения об остановках на русском и коми-языках в городе Сыктывкаре. Это результат работы Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения Коми-Войдер, администрации города Сыктывкар, Республиканской термино-орфографической комиссии и Бюро официального перевода. В связи с развитием общественных функций коми-языка актуально повышение уровня этноязыковой компетентности государственных и муниципальных служащих. Есть такая норма и в Законе о государственных языках Республики Коми. Для них ежегодно, начиная с 2005 года, Министерством национальной политики организуются курсы коми-языка. Но в последние годы они открыты для всех желающих. Если, скажем, в первые годы в год обучалось где-то 20 человек, то мы видим, что в последние годы порядка 100 человек с удовольствием ходят на эти курсы и обучаются коми-языку по 2 программам. Это коми-язык для начинающих и коми-язык для продолжающих. Очень отрадно, что у нас стали формироваться целевые группы. Ну, например, сейчас, да, уже 2-й раз мы проводим обучение для сотрудников многофункциональных центров. Для обеспечения постоянного присутствия коми-языка в общественном поле необходимо его развивать и распространять в электронном пространстве. Это особенно важно для повышения престижа языка в глазах молодого поколения. Ну, вы прекрасно знаете, что в 2014 году коми-язык официально перешел на международный стандарт Unicode. Это дало в первую очередь возможность его полноценного существования в сети интернет. В настоящее время существуют электронные версии печатных СМИ на коми-языке. Активно развиваются коми-язычные благосфера и страницы в социальных сетях. Онлайн-энциклопедия на коми-языке Коми-Википедия, онлайн-библиотека коми-язычных произведений, корпус коми-языка, портал по изучению коми-языка. С 2012 года в республике работает межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских языков. Сейчас он в структуре Дома дружбы народов. Ею разработан и внедрен в практику базовый инструментарий коми-электронной письменности.
раскладка клавиатуры, электронные словари, система автоматической проверки правописания. Все эти разработки обеспечивают интеграцию национальной языковой среды в региональные и международные сетевые сообщества. Кроме того, они создаются на основе свободной лицензии и доступны для бесплатного скачивания любому пользователю. Также поддерживается издание социально значимой литературы на коми-языке. Национальный язык у нас функционирует в сфере телевидения, радио, печати, театра. Языковые вопросы не сходят с повестки национальных общественных объединений, прежде всего межрегионального общественного движения Коми-народа Коми-Войтер. Они становятся предметом обсуждения на конференциях Коми-народа. Большое внимание уделено им и на 12-м съезде Коми-народа, который у нас прошел в феврале этого года в Сыктывкаре. Особо стоит отметить инициативу движения о проведении в муниципальных образованиях республики мероприятий с целью удержания позиции изучения коми-языка как родного, а также реализацию проектов, направленных на создание в обществе запроса на билингвальное воспитание. Так, в 2018 году Сыктывкарским представительством Коми-Войтер реализуется проект по проведению встреч семейного клуба по развитию билингвизма в семье Кылвпос «Языковое гнездо». Еще один проект Коми-Войтер – это школа игропедагогики «Джолик-малышок». Реализуется в течение нескольких лет в целях формирования в сельской семье позитивного отношения к воспитанию двуязычного ребенка. Языковые проекты наших общественников получают поддержку различных грантовых конкурсов, в том числе и конкурса гранта президента Российской Федерации. Резюмирую тем, что только объединив усилия власти и гражданского общества, мы можем сохранять и развивать наши родные языки. Желаю вам всем плодотворной работы на нашей площадке. Всем здоровья и благополучия. И, как у нас в Коми говорят, ендабур йоз. Спасибо. Кто-то жалуется, что вот этот микрофон плохо слышно, слышно, нормально? Шумбрачевич кивик своя, шумбрата кильгама ялгат. Виджаоланы Дона Йортьяс. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Геннадьевна Зубарева. Меня зовут Александр Алексеевич Данильчев. Мы работаем учителями эрзианского и макшанского языков в лицее номер 26 городского округа Саранской Республики Мордовия. В общеобразовательных организациях нашего региона эрзианский и макшанский языки, как государственные, изучаются со 2 по 7 класса в объеме 1-2 часов. Республика Мордовия является одним из регионов Российской Федерации, где целью образовательной политики является не только обеспечение общего образования, но приобщение детей к истории, духовным ценностям, воспитанию культуры межнациональных отношений. Обучение мордовским, эрзианским и макшанским языкам является важным звеном к содержанию общего образования, которое предполагает введение ребенка в полиэтническую среду. Существенным моментом, на который следует обратить внимание, является осознание того, что становление этнокультурной личности, развитие межкультурного общения и сотрудничества, осмысление ценностного отношения к поликультурному социуму происходят в течение всей жизни человека. При этом наиболее благоприятным периодом для этого является школьный возраст. Именно в это время происходит активное познание мира через общение и взаимодействие, освоение социальных норм и правил, осмысление своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, понимание взаимовлияния и взаимопроникновения культур народов России, осмысление ценностей межкультурного взаимопонимания и сотрудничества. Благоприятными возможностями в этом плане обладает общеобразовательная организация, как основной центр образования, воспитания и социализации детей. Поэтому, как учителя эрзианского и макшанского языков, большое внимание уделяем повышению познавательного интереса школьников к изучению национального языка и культуры эрзианского и макшанского народов. Воспитываем любовь к родине, родному краю. Уважаемые коллеги, для успешного изучения эрзианского и макшанского языков в нашем лицее был создан образовательный проект «Лисмапря», что означает «родник», «источник». Площадкой для его реализации стал Центр эрзианской и макшанской культуры, который был открыт в феврале 2015 года.
Целью нашего образовательного проекта стало создание творческого пространства, объединяющего обучающихся, родителей, представителей общественных организаций, работников общего и профессионального образования для обобщения культурного наследия ирзианского и макшанского народов. В работе Центра ирзианской и макшанской культуры осуществляются разные направления обучения и воспитания, которые позволяют прививать обучающимся базовые национальные ценности, которые необходимы для успешного формирования этнокультурной личности. Уважаемые коллеги, в рамках функционирования Центра нами проводятся следующие формы работы. Первое. С обучающимися лицеи и их родителями осуществляем этнографические выезды, в ходе которых изучаем традиции ирзианского и макшанского народов, а на основании собранного материала готовим национальные сувениры, приуроченные к большим событиям республики. Это национальный календарь с указанием рецептов ирзианских макшанских блюд, ирзианские макшанские куклы, деревянные игрушки, украшения и обереги. Именно благодаря диалогу культур происходит формирование человека духовного, человека культуры. По итогам выездов школьники готовят исследовательские работы, подключая к этой деятельности родителей, своих бабушек и дедушек, выступают с ними на уроках ирзианского и макшанского языков, делятся впечатлениями. Это способствует формированию у обучающихся этических норм взаимоотношений в семье. Второе. Для духовно-нравственного обогащения личности в Центре проводятся творческие встречи со знаменитыми людьми, ирзианскими, макшанскими поэтами, писателями, художниками, журналистами, артистами, работниками культурно-просветительских учреждений, учеными высшей школы. Школьники к таким мероприятиям проявляют большой интерес, задают вопросы, поют песни на ирзианском и макшанском языках, читают стихотворения. Это способствует осознанию обучающихся своей этнической принадлежности, овладению знаний об истории, языке, культуре своего народа, своего края. Третье. Формирование этнокультурной составляющей способствует участию школьников в конкурсах разного уровня, которые развивают творческие способности обучающихся. Четвертое. В рамках работы Центра нами проводятся экскурсии, неурочные мероприятия, такие как Эрзяняр Самупеть, мир ирзианской кухни, Одынь, Покчи, новогодний праздник, Авань, Покчи, женский праздник. Также в рамках работы Центра была создана коллективная группа народных танцев «Лени», «Реченька». Кроме того, с филологическим факультетом Мордовского государственного педагогического института имени Макара Евсеевича Евсеева была создана в нашем лицее базовая кафедра ирзианского и макшанского языков, в рамках которой совместно с преподавателями и студентами проводятся разные мероприятия. В рамках реализации ВГОС стараемся использовать комплекс современных педагогических технологий и приемов обучения. Накоплению и расширению словарного запаса и его активизации способствуют словесные дидактические игры. Например, детям даются картинки с изображением времен года, и необходимо определить их по описанию. То нафтитя якстеретюс лопатне прыть муданчлангс. Учитель, листья красного цвета падают на землю. Также используем игры путешествия, например, Йоксоньки, сказочная дорога, игры поручения, лезда до Буратинантень, помогите Буратино, игры предположения, мезе улевель, что было бы, или мезе монтейлин, что бы я сделал, что бы я сделала, и другие. Иногда началом такой игры может послужить картинка. Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. Особый интерес у детей вызывает проведение уроков в форме квеста. Например, тема Тирень Мастура «Родная земля». Предварительно, совместно с обучающимся, разрабатываем маршрут путешествия, собираем дополнительный материал и распределяем роли. После экскурсии ребята по парам делятся впечатлениями, и это формирует навыки диалогической речи. Также активно применяем технологии развития критического мышления через чтение и письмо. Нами используются следующие приемы стадии вызова. Первое. Прием подбора слов ассоциаций по ранее изученному или новому вопросу. Данный прием использует и реализует цель погружения обучающихся в тему.
Им необходимо вспомнить понятия, с которыми ассоциируется какая-либо тема. Ну, например, при изучении темы теле, зима, дети называют такие слова ассоциации, как лов, снег, софт, лыжи, варма, ветер, давул, буря и другие. Второе. Фаза осмысления предполагает включение приема таблицы тонких и толстых вопросов. На стадии вызова — это вопросы, на которые обучающиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. Таблица тонких и толстых вопросов выглядит так. В левой части простые тонкие вопросы. В правой части вопросы, требующие более сложного, развернутого ответа. На этапе рефлексии обучающиеся делятся впечатлениями о ходе занятия, о своем вкладе в общий результат, о преимуществах или недостатках такой формы изучения нового материала. Часто используем Синквейн. Он позволяет организовать итоговые повторения, резюмировать полученную информацию, оценить понятийный багаж обучающихся, а также научить излагать сложные чувства и представления в краткой форме. Часто проводим мини-эссе. Это вид письменного задания, которое обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь обучающимся подытожить свои знания по изученной теме. Для педагога это, конечно же, возможность получить обратную связь. Одним из путей реализации в ГОС стало использование технологии проектной деятельности и ее возможностей формирования универсальных учебных действий и получения предметных, метапредметных и личностных результатов каждым обучающимся. Эффективность проектной деятельности очевидна, поскольку активный поиск решения поставленной проблемы приводит к формированию познавательного процесса, вырастающего на базе заинтересованности, стимулирует мотивацию обучающихся. Элементы проектной технологии используем как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Так, например, дети включились в активную работу по созданию проектов «Эрзянь азбука стихса», «Эрзянская азбука в стихах», «Эрзянь демокшун яр самопельт», «Эрзянская и макшанская кухня». Технологии проектирования помогают и во внеурочной деятельности. Разработанные обучающимися проекты ежегодно презентуются на конференциях и конкурсах различного уровня. Особое внимание уделяем созданию речевой среды, активно включая элементы драматизации эрзянских и макшанских сказок. Обращение к разнообразным жанрам эрзянского и макшанского фольклора позволяет создать благоприятную атмосферу, погрузить детей в речевую среду, а также раскрыть языковые возможности. Так, разучиваем пословицы, поговорки, загадки. Это необходимо сопровождать не только переводом лексических единиц с одного языка на другой, но и выяснением образного значения данных выражений. Например, «Киеламу селаму соды». Кто много читает, тот много знает. С целью ознакомления с эрзянской и макшанской литературой активно изучаем произведения писателей и поэтов, таких как Кузьма Абрамов, Серафима Люлякина, Захар Дорофеев, Илья Девин, Николай Шуткин, Рая Орлова и другие. Активно применяем творческие задания, которые позволяют повысить интерес обучающихся к изучению эрзянского и макшанского языков. Например, при изучении тем «Монькудораским» «Моя семья», «Монькудом» «Мой дом», «Монь-Мордовия», «Моя Мордовия» предлагаем подготовить презентации, книги, рассказы, родословное дерево. В образовательной практике нами используются средства медиапедагогики, в частности, это газеты и журналы. Они являются важным дополнительным дидактическим материалом в организации образовательного процесса. Газеты «Эрзень правда», «Мокшень правда», журналы «Чилисема», «Якстиртештиня», «Сятко», «Мокша» используются в качестве дополнительного чтения. Это чтение стихотворений, рассказов эрзянских и макшанских писателей, поэтов, а также статьи журналистов на национальных языках. Часто используем видеосюжеты отдела национального вещания «Сияжар ГТРК Мордовия».
Информационные выпуски «Кулят», «Вести», передачи «Сиажар», интервью. Нередко сами обучающиеся являются участниками разных передач. Они читают стихотворения, поют песни, танцуют, поздравляют с праздниками на национальных языках. Следует отметить, что, естественно, они это делают с огромным удовольствием. Не менее значимую роль в организации образовательного процесса на уроках ирзианского и макшанского языков играет и национальное радио. Среди них это радио Мордовии, радио Вайгель, «Голос». Школьники часто читают стихотворения на национальных языках для слушателей. Некоторые обучающиеся являются активными участниками конкурсов, организованных национальным радио и телевидением. Роль средств национальной медиапедагогики в общеобразовательной организации, безусловно, велика. Она позволяет адаптировать обучающихся быстро меняющимся событиями информационного пространства и воспитать настоящего гражданина своей малой родины. Уважаемые коллеги, предлагаем вам посмотреть фрагменты мастер-классов по ирзианскому языку с использованием современных педагогических технологий и приемов обучения. На фрагментах мастер-классов образовательный процесс нами построен на основе современных методологических подходов: аксиологического, культурологического, системно-деятельностного. Мы используем технологию критического мышления, кейс-метод, работа в группах, вовлекая при этом обучающихся в активную, познавательную деятельность по изучению ирзианского языка. Паштатану доскаланс, кесаменетяну, Анатолий Николаевич Барбовань, Мордовия Содавикс, Аркицент, Артол Ксонзу, Унадлемезе, Эйзюрков, Март, Эйкашт, Баштаду Тярксу Артуксенкланс, Мизмидык Мартунитяну. Обратите внимание на картину и скажите, что мы видим на ней. Софья? Кудо, Истя, Ваня, Лоу, Пикпаро, Чудо, Истя. Хорошо, дети, молодцы, очень хорошо. Они баштаду артуксенкланс дьёвтаду. Одак тюсте невки артычасте артуксусунь. Одак тюс невки артычасте артуксусунь. Хорошо? Ашо, Истя, Пикпаро, Сюша, Пиже, Алина, Сень, Истя, молодцы, Софья, Сюжа, Пикпаро, очень хорошо, молодцы, ребята. Вечки Виксует, Кельгама Ялгат, Баштатану доскаланс, Кесаменетяну, Анатолий Николаевич Барбовань, Мордовия Содавикс, Аркицент, Артол Ксонзу, Конантлемезе, Эйзюрков, Март, Эйкашт, Баштаду Тярксу Артуксенкланс, Мизмидык Мартунитяну. Обратите внимание на картину и скажите, что мы видим на ней. Софья? Кудо, Истя, Варя, Лоу, Пикпаро, Чуто, Истя. Хорошо, дети, молодцы, очень хорошо. Они Барштаду Артуксенкланс дьёвтаду. Кодак тюсте невки артычасте артуксусунь. Кодак тюс невки артычасте артуксусунь. Хорошо? Ашо, Истя, Пикпаро, Сюша, Пиже, Арина, Сень, Истя, молодцы, Софья, Сюжа, Пикпаро, очень хорошо, молодцы, ребята. Тунда, тунда, тундани, тень письмаркудани, чувство пряспангавтая, чинть хорошо арафтая. То зунели книть письма, лангсус траужа панарда, нерсист канти теки сюркстить, левксист андокс, модус субстить. Миша Супря, Пикпаро, Озак Миша. Озак Миша, Пикпаро. Эрзен килин буря судамы чикин дом галгаутамга ти и иншкадоти. Макстанутанинг ауль покштел. Тинг икили вал рисметь. Смустень коря сынст элей путом с истя, лисивель текст. Третий.
Они как ванцник месяменит лис. Васинти пурус и низкий. Ваня, юктак. Первое предложение «сась тундос». Второе предложение «ловось кармой солому». Третье предложение «нарму не сась лембе мастерству». Четвертое предложение «Ваня да Саша тесть письма аркуду». Пятое предложение «Экакшный кенерды тундо и самотни». Пек пару, Ваня. Пек пару. Он выйдет на связь с нами и, может быть, ответит на вопросы. Поняла. То есть у нас связь с Мордовией продолжается. Пока продолжается. Шумрат Александр Алексеевич. Видя Оланы Дона Йоркьяс, Шумбрат Ялгар. Да, Геннадьевна тоже. Братья. Спасибо. Слушаем вас или задаем вам вопросы. Ну, наверное, можно высказать мнение свое. Нет, у меня вопрос. Да, пожалуйста. Микрофон слышно, да? Слышно. Слышно, наверное? Да. Слышно. Скажите, пожалуйста, когда вы ведете мероприятие, у вас два языка, азиатский и макшанский, мероприятие идет на двух языках или вы раздельно проводите? Мы мероприятие ведем, во-первых, с большим удовольствием. Да, у нас государственными языками Республики Мордовия являются русский язык, эрзианский и макшанский. В зависимости от мероприятия, да, мы можем вести какой-либо урок или мероприятие либо на двух языках, это и эрзианский, и макшанский, и также ведем по отдельности и на макшанском, и на эрзианском. Но, как говорится, чем больше языков, тем красочнее мир. Поэтому стараемся чаще использовать оба языка. И они детям очень нравятся и привлекают большой интерес к изучению этих языков, чему мы очень рады. Они друг друга понимают, дети. Я тоже хотела это спросить. Нет, в разных классах изучение ведется отдельно. Например, в классе в одном, допустим, в А и Б на эрзианском языке, в В и Г на макшанском языке. Мы выбираем язык преподавания в зависимости от национального состава. Если, например, в классе больше представителей эрзи, то там преподаем эрзианский язык. Да? Если, например, в классе больше мокша, то там макшанский язык. Вот таким образом мы, и вот, собственно говоря, и проводим педагогический весь процесс. Спасибо. Еще? А у вас, может быть, есть вопросы к нам? Мы с большим удовольствием рады принять участие в таком большом и очень значимом для нас мероприятии, мастер-классе, поэтому мы тоже выслушали наших коллег, и вопросов у нас нет. Самое главное, мы бы хотели сказать, что нам с вами нужно на самом деле так встречаться очень часто, общаться, обмениваться вопросами, да, делиться своими достижениями, обозначать какие-либо проблемы. Поэтому мы рады выслушать всех наших коллег и считаем, что если чаще мы с вами будем встречаться, то будем работать вместе, сообща и вместе идти вперед на благо развития народов Российской Федерации. Тем более, Александр, вот вопрос у нас возникал, вы слышали, когда была у нас небольшая дискуссия, часы изучения родного коми-языка с 1 сентября этого года в некоторых школах, во всяком случае, сокращаются до 1 и до 2 часов. А в вашем докладе я лично услышала, что такой опыт преподавания родного эрзианского или макшанского языка в объеме 1 и 2 часа уже имеется у вас. Поэтому как вы управляетесь этой ситуацией, как вы готовите детей в этой ситуации к итоговой аттестации, где нам это было бы очень полезно, более подробно узнать. Ну, наверное, это на будущих наших мастер-классах. Надо брать часы с дополнительного образования. И вести занятия с детьми. То есть неурочную деятельность. Деятельность тоже оплачивается часы. Просто за счет этих часов вы будете дополнять свои часы, а не отдавать на какие-то кружки, которые, может быть, и такие важные. Спасибо. Да, неурочная деятельность по Она каждому вообще предмету, у нас она пока оплачивается. Она обязательно. Ключевое слово «надо». Слово Кто надо. это «надо» распределяет. Спасибо. Я не знаю, услышали ли мой
Ыджидатя, покштюпря. Спасибо. Тогда мы далее приветствуем салам. У нас на связи на наших экранах Чувашия Степанов Александр Марсович, учитель чувашского языка и литературы, школы номер 40 города Чебоксары. Мастер-класс «Чувашский этноязыковой лагерь для подростков ЭТКЕР. Опыт организации». Да, наш студент Александр Марсович абсолютный победитель конкурса учителей родных языков. В каком году, Марина Ивановна? В 2018 году. Иргун булдыр хизеп лештешсем, чуваш шеринжен ежензамар херюлля салам, регион земхушинджи пулдарулых лащитук шлешлесе шанадып. Добрый день, уважаемые коллеги. Примите низкий поклон из солнечной Чуваши. Искренне надеюсь, что наш опыт будет полезен всем участникам межрегионального мастер-класса. Итак, вы уже обозначили тему моего выступления. Чувашский подростковый этноязыковой лагерь ЭТКЕР переводится на русский как «Наследие. Опыт организации». Итак, вы правильно заметили, что я работаю учителем чувашского языка и литературы в школе номер 40 города Чебоксары. И вот уже 5-й год принимаю участие в реализации этноязыковой программы ЭТКЕР Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Отмечу, что на платформе присутствует и руководитель программы Диарова Ирина Алексеевна. Она также является учителем чувашского языка и литературы 33-й школы города Чебоксары. Если будут вопросы, то она тоже может ответить на них. Итак, вначале вкратце расскажу о чувашах, о том, где они проживают, чтобы слушателям, зрителям было понятно, в чем состоит проблема в области родного языка. Итак, чуваши – это 5-я по численности народность в России, порядка 1,5 миллиона, по данным переписи 2010 года. Из них примерно 800 тысяч проживают на территории Чувашской республики, примерно 45% проживают за пределами Чувашии. Стоит отметить, что численность чуваши к 2010 году снизилась на 14% по сравнению с переписью 2002 года. Отрицательная динамика привела этот показатель на уровень 1995 года, что этнографами воспринимается как отрицательный результат ассимиляции. Вы знаете, Чувашия является субъектом Российской Федерации, находится на территории Приволжского федерального округа. Вот вы видите на карте и карта расселения Чувашии. Столица город Чебоксары. Чувашский язык относится к тюркской языковой семье. Его уникальная особенность состоит в том, что это единственный в мире живой язык булгарской группы. Официальный язык, то есть является государственным языком. Чувашский язык изучают и в школах также, как язык обучения и как предмет. Согласно переписи 2010 года, на чувашском языке говорит более 1 миллиона. Так, идем дальше. С 2005 года примерно 40-50 детей. Это победители и призеры Олимпиад по родному языку и литературе, победители и призеры различных конкурсов, а также активисты именно чувашской диаспоры. А с 2012 года и школьники Чувашской республики в возрасте от 10 до 14 лет свои летние каникулы проводят в оздоровительных лагерях Чувашии с этноязыковой программой ЭТКЕР. Инициатором смены выступает общественная организация Чувашский национальный конгресс, а организаторами и оказывающими финансовую поддержку является Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики и Министерство труда и социальной защиты республики. В реализации данной программы принимаю участие с 2015 года.
Эткер – это своего рода культурно-образовательная летняя школа по изучению чувашского языка и культуры, целью которой является создание условий для развития коммуникативных умений и навыков посредством погружения обучающихся в искусственно созданную языковую среду для формирования мотивации на их дальнейшее овладение чувашским языком. Значит, что из себя представляет лагерь Эткер? Первое – это, конечно же, курсы чувашского языка разного уровня. Занятия для невладеющих, имеющих навыки разговорной речи и продвинутых. Длительность занятий от 45 до 60 минут. Педагогами являются сами воспитатели. Идем дальше. Значит, занятия для невладеющих родным языком построены на коммуникативной основе. Помощь преподавателю, учебные пособия, калага чувашчилии для 1-4 классов. Пособие рассчитано на детей, которые только знакомятся с чувашским языком, нацелено на обучение разговорной речи и предполагает использование беспереводного метода обучения. Урок включает много диалогов и языковых ситуаций. Книжка хорошо проиллюстрирована комиксами, имеет аудиоматериалы, которые вызывают интерес не только у детей, но и у взрослых. Все учебники имеют электронный формат. Вот вы можете увидеть ссылку. В основе занятий для имеющих навык разговорной речи и продвинутых главная цель этих занятий – это усовершенствование коммуникативных навыков. Это своего рода разговорный клуб, то есть обсуждаются различные темы, проводятся интеллектуальные игры, викторины и так далее. Следующее направление – это лекторий. В лагерь мы приглашаем молодых людей, именно молодых, учитывая возраст участников лагеря, подростковый возраст, поэтому для них авторитетом становятся молодые люди, поэтому приглашаем молодых людей, которые могут интересно, популярно и на высоком уровне рассказать о чувашском языке, культуре, истории, фольклоре, языковом многообразии. Лекции проходят по возможности на чувашском языке для невладеющих с последовательным переводом. Здесь, конечно, вот именно с последовательным переводом, а не синхронным. Это хорошее, например, оттачиваешь ты перевод, сразу слышишь и переводишь. Переводчиками могут быть это и учащиеся, которые, например, хорошо владеют чувашским языком, и, конечно же, сами воспитатели. Также мы организовываем просмотр документальных фильмов, телепередач, спектаклей с последующим обсуждением. Вот имена некоторых. Эльдиар Александров. Вот ему всего лишь 23 года. Он фольклорист, редактор Национального радио Чувашии, младший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения РАН. Например, он рассказывал об основах чувашской мифологии. На слайде вы видите Дмитрия Тимкина. Он ученик 10 класса одной из школ города Чебоксары. Родители чуваши отказали ему в выборе чувашского языка. Поэтому он посещает курсы и лагеря чувашского языка. К тому же свободно владеет языком эсперанто. Участникам лагеря, например, презентовал язык эсперанто, конечно же, на чувашском языке. Мария Шнайд, она сама еврей по национальности, самостоятельно выучила чувашский язык. Она презентовала язык иврит, ее тема выступления иврит, как все устроено. Вот такие примеры, они очень интересны для подростков. Конечно же, следующее направление – это гости. Встречи с представителями культуры, науки, журналистики. Это известные молодые исполнители популярной песни, блогеры, ведущие Национального радио и ТВ, журналисты. Вот на слайде вы видите этих представителей. Вот первая фотография – это у нас Эльдиар Александров.
девушка, это у нас Мария Шагарова и Алексей Московский. Это очень известные люди, молодые люди в нашей республике. Вот вы здесь видите фотографию. Алексей Московский, заслуженный работник культуры Чувашской республики, певец Чувашской эстрады и бизнесмен. Я сейчас хочу показать вам небольшое видео вот встречи. Дети очень готовились к этой встрече, они разучили песню и были очень рады. И вы сейчас увидите выступление и детей, и самого Алексея. Так. Вот так прошла, я прошу прощения, вот так проходит встреча с известным, я прошу прощения. Идем дальше. Так, помогите, пожалуйста, вот я сейчас не могу вернуться к презентации. Технический специалист там, наверное, рядом, да? Включить презентацию, пожалуйста, дальше. Да, я вашу презентацию уже включил. Ага, замечательно. Значит, пожалуйста, 9-й слайд. Вы видите фотографию с Марией Шагаровой. Тоже, да, вот, да, спасибо. Вот она работает редактором Чувашского национального радио. Вот тоже встреча прошла на высоком уровне. Нужно отметить, что среди участников лагеря достаточно много тех, кто или вообще не говорит на чувашском языке. Например, это дети чувашской диаспоры из города Тюмени, да, или Тюменской области. У них нет занятий, у них нет уроков, они в школе не изучают чувашский язык. И поэтому они вообще не разговаривают. Их родители не разговаривают на чувашском только бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки живут в деревнях в Тюменской области. Конечно же, в городах они в основном разговаривают на русском языке. И поэтому здесь у нас для них специально перевод. Или синхронный перевод, или последовательный перевод. Следующее направление – это мастер-классы. Ну, конечно же, это все традиционно. Народные танцы, вышивка, национальная кухня, бисероплетение и другие мастер-классы. Постоянными является занятие вокалом. За лагерную смену ребята учат песни на чувашском языке. Эти занятия включают, например, следующие этапы работы. Прослушивание песни в оригинале, коллективный дословный перевод текста на русский язык, работа над произношением, лексикой и грамматикой, индивидуальное прочтение текста, фонетические упражнения, подбор синонимов, антонимов, объяснение грамматических конструкций и, наконец, репетиция и исполнение песни. Разучивание песен отвечает возрастным и психологическим особенностям детей и доставляет удовольствие, а то, что пережито эмоционально положительно, надолго остается в памяти, оставляя след в сознании ребенка. Конечно же, вечерняя программа. Не надо забывать, что это лагерь. Происходит
то есть отдых детей, поэтому обязательно вечерняя программа. Это, конечно же, национальная дискотека. Национальная дискотека – это постановки, игра «Великая битва». То есть там могут быть разные мероприятия. Следующее направление – это экскурсии. Одним из способов мотивации при обучении чувашскому языку является экскурсия. На такую форму работы выделяется примерно 1-2 дня по несколько часов. Это связано с тем, что многие участники впервые посещают столицу Чувашской республики, город Чебоксары. Основными объектами посещения являются Чувашский национальный музей, музей вышивки, литературный музей. И, конечно же, мы проводим пешеходные экскурсии по исторической части города. Нужно подчеркнуть, что экскурсия проходит на чувашском языке, здесь уже с синхронным переводом на русский. И почему вообще лагерь создается-то? Для того, чтобы создать языковую среду. Организаторы-воспитатели уделяют большое внимание созданию этой языковой среды в лагере. Программа дня только по-чувашски. Но если лагерь проходит примерно 14 дней, да, если программа будет на чувашском, то в 14 дней мы будем повторять одно и то же. Например, «Кондерлахи абад», да, «обед». Вот. Если человек повторяет 14 раз эту фразу, то обязательно запомнит. Это своего рода вот такое мягкое, ненавязчивое обучение. Все мероприятия лагеря проводятся на чувашском языке. Лекции с переводом с чувашского на русский. Сейчас я хочу показать видео ГТРК «Чуваши» о нашем лагере. В санатории «Лесная сказка» в 15-й раз открылась профильная смена «Эткер». Здесь ежегодно собираются дети из чувашской диаспоры. В этом году на отдых приехали... В санатории «Лесная сказка» в 15-й раз открылась профильная смена «Эткер». Здесь ежегодно собираются дети из чувашской диаспоры. В этом году на отдых приехали 37 школьников из 6 российских регионов. Этнокультурная программа «Эткер» 15-й год собирает в республике юных победителей олимпиад и конкурсов по чувашскому языку и культуре со всей страны. Сюда ежегодно приезжают дети из Тюменской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, республик Татарстан и Башкирия. Я приехал в этот лагерь из Ульяновской области. У нас чувашское село. Лагерь из Ульяновской области. У нас чувашское село. Я там ездил на конкурсы и благодаря конкурсу приехал в этот лагерь. Программа пребывания в лагере очень насыщенная. Каждый день посвящен определенной теме. В лагере Эткер мы решили создать первый свой браслет. Мы цвета выбрали те, которые любит чувашский народ. Это красный и желтый цвета. И когда вот девочки начали заниматься, они уже увлеклись. Чтобы занятия по чувашскому языку проходили интересно и давали результат, воспитатели используют разные методы обучения. Например, книга Калаха написана в виде комиксов, а не как обычные учебники. И это нравится детям. Мы, тюменские чуваши, приехали изучать чувашский язык, чувашскую культуру, так как у нас в школах не изучают чувашский язык. Кроме этого, летний лагерь дает возможность познакомиться с историей и культурой Чувашии и Чебоксар. Школьники будут посещать... Если есть вопросы, пожалуйста. Города бесплатно. Наталья Горова, Арина Давыдова, Никита Углев.
Владимирович, будут вопросы. Да, пожалуйста, конечно. Это специально создан лагерь языковой или на базе какого-то оздоровительного лагеря вы определенное время занимаете? Лагерь создали специально, да, по инициативе Национального конгресса еще в 2005 году. Проводится в оздоровительных лагерях. Долгое время проводили в одном лагере, потом локацию не мы конкретно, а министерство уже меняет. То есть мы сейчас побывали в 3 лагерях. А ситуация с изучением чувашского языка в школах какая у вас? Ситуация совершенно разная. Как вы сегодня отметили, в каждой школе своя языковая политика, скажем так. Каждая школа сама решает, сколько часов выделять на чувашский язык. Вот я работаю в 40-й школе, здесь ситуация более или менее. У нас 1200 детей, из них примерно 150 выбрали родной русский язык. Все остальные выбрали или родной чувашский язык, или государственный язык Чувашской республики. Каким образом родной язык у нас делится, то есть 1 час родного языка и 1 час государственного языка. Родной язык делится на полчаса, скажем так, 0,5 часов – это родной язык, и 0,5 часов чувашская литература или литературное чтение на родном языке в начальных классах. А государственный язык – 1 час. Кроме того, по возможности дети выбирают или культуру родного края, только на русском языке. Это до 9 класса. В 10 классе чувашская литература на русском языке. Чувашского языка уже нет. То есть у нас даже лучшая ситуация. И по учебному плану, и есть школы, в которых и в 10-11 изучается коми-литература. Нет, здесь надо иметь в виду. Или это школа с русским языком обучения, или школа с чувашским языком обучения. С чувашским языком обучения картина очень хорошая. Например, в 5 классе 5 часов. 3 часа родной язык и 2 часа это литература. В 6 классе также, 7-8 класс 2 на 2, в 9 классе по учебному плану 5 часов, 3 часа языка и 2 литературы и сдают ОГЭ. С этого года, с 2020 года у детей есть возможность сдавать единый государственный экзамен по выбору по чувашскому языку и литературе. С этого года сейчас идут разговоры, чтобы и учащиеся городских школ, то есть с русским языком обучения, могли сдавать родной чувашский язык в форме ОГЭ. Ситуация такая. То есть мы учебный план как для русских школ, то есть с русским языком обучения, и для национальных школ. Это делится все. К сожалению, в Коми-республике коми-школ нет. У нас все школы с русским языком обучения, поэтому Да, мы с такими школами вашими, чисто национальными чувашскими, сравниваться не можем. Мы можем только сравниваться с теми школами, которые с русским языком обучения. Да. Но с изучением предмета родной язык коми. Сколько школ? Сколько таких школ с чувашским языком обучения? Я, конечно, не обладаю этими цифрами, но все сельские школы. Все сельские школы. Молодцы, молодцы, респект вам, уважение, да. Но ситуация очень быстро меняется. Даже сельские дети сейчас большими шагами переходят на русский язык. Большими шагами. Я хотела еще в качестве, вот Зои Васильевны, мы вспомнили одну историю, созвучную с вашим докладом про лагерь ваш этнокультурный. У нас есть 2 таких примера этнокультурных лагерей. Это вот по линии Миннац, лагерь, который финансируется в государственной программе. Это не частным образом собираемые спонсорские деньги, это лагерь этнокультурный Радлум.
Он тоже проходил раньше, в этом году ситуация нетипичная, конечно, по Да. лагерям, но предыдущие годы он несколько лет, довольно долго у нас был и проходил тоже на разных материальных базах, но содержание было этнокультурное, но акцента на коми этнокультуру там не было, и на коми язык тоже акцента особенного не было. То есть это язык сотрудничества разных детей разных народов. Это очень хороший лагерь и хорошая практика, и был конкурс в этот лагерь желающих попасть через национальную культурную автономию. И опыт, который вот мы с Зоей Васильевной лично вдвоем, наверное, имеем, это 3 лета, 3 сезона летних подряд. Мы не на государственном уровне, на чисто своем энтузиазме общественном, без единой копейки государственных денег, проводили летнюю школу мироразвития для коми-детей. На коми-языке, с коми-наполнением для детей из сельской местности. И это тоже у нас получалось, несмотря на то, что не было государственной программы на это. Находились спонсоры, была база и был хороший отклик. Да, на базе гимназии искусств. Да. Был хороший отклик от старшеклассников. Я думаю, что Марина Ивановна, это вот как раз поле деятельности для нашей с вами общественной организации Коми Вилович. Можно возродить. Да, можно возродить. От мира внутри себя к миру вокруг себя. Да. Школа мировоззрения, да. Развития, да. Школа развития собственного мира и развития. Это проект был, и, в общем-то, был небольшой грант, тогда давали на детский отдых, был буквально небольшой. Да, совсем чуть-чуть. Да, только на проживание и на питание. Остальное, конечно, это уже были вот, да, кто варенье принесет, кто бумагу даст, в общем-то, в плане. Кто в ресторан нас пригласит. Спонсоры пригласят в ресторане накормят, да. Да, на каком языке разговор вели, официанты. И, в общем-то, действительно тоже создавали такую языковую среду, что дети, приехавшие из сельской местности и думающие, что, в общем, коми-язык уже давным-давно на отшибе, да, и тут они буквально были потрясены тем, когда они видели бизнесменов, депутатов, экскурсоводов, священников, официантов, все свое окружение они слышали только на коми-языке, и, в общем-то, все языковое общение было только на коми-языке. И многим, конечно, пришлось уехать с плачем, со слезами, мол, учим коми-язык в школе, но так и не смогли мы его выучить, но пришлось им оставить наш лагерь, потому что просто психологически было невозможно оставаться, никто с ними не говорил на русском языке. Так что, Александр Марсович, спасибо за Вам спасибо за предоставленную возможность. В этом направлении будем двигаться, будем думать. Хорошо? Спасибо. Спасибо вам. Хорошую традицию. Зоя Васильевна просит сейчас внимания. Тем более финансирование сейчас можно найти достаточно легко. Да. Деньги дают, а никто не берет, говорят сейчас. Уважаемые коллеги, сейчас пришло время перерыва, но перед этим я бы, конечно, хотела попросить сделать общее фото, потому что, может быть, некоторые, вот, Татьяна Владимировна Псковская, у них автобус уже едет, но остальные, конечно, будут присутствовать до конца, я думаю. Сделать общее фото на фоне нашего смотреть, слушать и участвовать в мастер-классе. Сейчас со своим опытом работы поделится Мелешова Татьяна Владимировна, учитель коми-языка и литературы Помостинской средней школы имени Вениамина Чисталева Усть-Куломского района, самого коми-района Республики Коми, где самое преобладающее коми-говорящее население. Мастер-класс у нее «Использование приемов технологий критического мышления на уроках коми-литературы» на примере пьесы Вениамина Чисталева «Коджу-Пи. Сын звезды». Мальчик-звезда. Мать-звезда, да. Бурлун став je uģjort jesle.
Добрый день всем коллегам. Я хочу передать особый привет Александру Данильевичу. Мы тебя очень помним, Помоздина. Все еще вспоминаем фурор. И очень приятно видеть вот сегодня тебя в прямом эфире. Так что поеду, передам привет от тебя всему Помоздину. Итак, задача нынешнего учителя не только давать знания, но и воспитывать, помогая обучающемуся подростку становиться человеком самостоятельным, умеющим оценивать жизнь, способным преодолевать трудности, достигать определенных для себя высот. И сегодняшнему учителю необходимо быть в курсе современных технологий и грамотно их применять на уроках. Я активнее всего использую приемы технологии к развитию критического мышления, которые способствуют развитию мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни. Это умение принимать решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений. Цель технологии критического мышления – научить в процессе чтения понимать информацию, имеющуюся в тексте, осмыслять ее, сопрягать собственным опытом и формировать на ее основе самостоятельно аналитическое суждение. Методика формирования критического мышления открывает большие возможности для активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках литературы, для выработки у них навыков анализа текста и развития эмоциональной восприимчивости. Технология критического мышления включает в себя 3 стадии. Это вызов, осмысление и рефлексию. Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. Остановимся на нескольких приемах технологии развития критического мышления. Что-то у меня тут вышло. Которые я использую на уроках коми-литературы. В данном случае при изучении пьесы Вениамина Тимофеевича Чисталева «Коджувпи». Эта пьеса была написана по мотивам произведения Оскара Уальда «Звездный мальчик». Ну, можно сказать, что это своего рода перевод этого произведения. Так, туда нажимаем. Вениамин Тимофеевич Чисталев – один из основоположников коми-литературы, учитель, основатель Народного театра в селе Помоздино, который существует и по сей день. Он писал пьесы для драматического кружка, который сам же он и создал, а также много пьес перевел с русского языка. Это пьесы Гоголя, Островского, ну и вот в данном случае Оскара Уальда. Знакомство с пьесой происходит на первом уроке, где дети читают пьесу по ролям, также знакомятся со своеобразием жанром и своеобразием пьесы. И надо сказать, это очень сложно для детей изучать пьесу. И тем более еще... Так, что-то я не там нажимаю. Так, итак, это второй урок по произведению. Учащиеся в начале урока тему не знают. Они должны будут сформулировать тему в конце урока. Класс разделен на 3 группы. У каждой группы и у каждого учащегося есть свой маршрутный лист, куда они записывают свои мысли и всю проделанную работу, наблюдения, ответы. И вот маршрутный лист примерно выглядит вот так. Это у каждого ученика, и по группам уже все разделено. Итак, на стадии вызова я использую прием верные либо неверные осуждения. Например, это идет уже, ребята вспоминают текст, о чем был этот текст. Крестьянин в лесу нашел золотой сверток. Мужчина 10 лет растил ребенка. На самом деле родителями звездного мальчика были король и королева. Звездный мальчик был красивым. Когда рос, звездный мальчик был хорошим. И может ли звездный мальчик быть хорошим? Вот это на стадии вызова. Дальше. И учащиеся приходят к выводу, что на уроке надо оценить главного героя и дать ему характеристику. На стадии осмысления использую прием чтения с остановками. Чтобы понять проблему в произведении, работаем с текстом.
Учащие делятся, уже разделены на 3 группы, и каждая группа свой отрывок текста. Вот по страницам вы читаете эти страницы, ваша группа читает эти страницы, ваша группа читает эти страницы. Да? Прочитав, поразмышляв, учащиеся в маршрутных листах пишут ключевые слова и делают выводы, что же они из этого текста они для себя поняли, да? Какие главные слова они выделили. И получается такие слова, да, у одной группы люди с черствым сердцем, у тебя доброе сердце, да, опять же злой, вторая группа пишет злой человек с черствым сердцем, и у третьей группы получается примерно такое, что если маму не будешь любить, Бог проклянет. Дальше, чтобы оценить главного героя, это, наверное, самое сложное при изучении пьесы, потому что тут нету именно оценки автора, да, если мы изучаем какой-то рассказ или что там, мы видим уже, да, автор пишет, а здесь пьесы нету, поэтому мы об этом уже поговорили немножко на первом уроке, да, и вот при помощи приема кластер они опять же оценивают героя. Как это выглядит? Одна группа оценивает героя с точки зрения других героев. Как это происходит и в пьесе, да? В каждой пьесе другие герои оценивают, скажем, вот одного героя, да? Мы и узнаем из их разговора. Дальше. Вторая группа находит те слова, где автор, где герой Коджуфпи, мальчик-звезда, сам себя оценивает, что-то говорит про себя, да? А третья группа уже дети сами оценивают, вот, какое впечатление у них о главном герое, то есть о мальчике-звезде, о звездном мальчике. И вот примерно вот получается вот такой кластер. Я не стала переводить его на русский язык, и получается, если другие герои оценивают, то получается, что герой плохой, с черствым сердцем, что он внешне некрасив, что он слишком высокомерный, где сам себя оценивает мальчик-звезда, получается, что он упал со звезды, что у него родители не могут быть некрасивыми, что он не будет играть с другими детьми, потому что они намного хуже выглядят, чем он. Потом в конце пьесы мальчик-звезда так понимает, что он плохо сделал, да, и что он слишком высокомерным был, да, и об этом дети тоже находят. Вот эти слова и выражения, они все находят. А когда уже сами дети оценивают вот свое личное впечатление, получается, они приходят к выводу, что он красивый и злой, что никого не любит, что он убивает птиц, зверей, что дети понимают, что мальчик-то понимает свою вину, а потом и понимают, что он стал некрасивым, но хорошим и добрым. И это произведение изучается в 6 классе, и я считаю, что это очень удачный вариант нашли. Валентина Александровна Лимерова, да, она посоветовалась тоже со мной, лично советовалась, стоит ли вводить это произведение в учебную программу. И я думаю, что это очень удачное произведение именно для 6-классников, у них возраст такой еще, да, для изучения вот на уроках коми-литературы. И они хорошо находят ответы, хорошо делают соответствующие выводы. Дальше. Для дальнейшего погружения в текст и анализа информации можно использовать прием тонкие и толстые вопросы. Вот тоже здесь тонкие вопросы, они более такие однозначные, на которые можно ответить легко, быстро, а толстые вопросы это уже более подробно, больше надо размышлять. Например, что сделал звездный мальчик? Тонкий вопрос, а толстый уже, как вы оцениваете поступок звездного мальчика? Или же, в какой семье вырос звездный мальчик? И толстый вопрос, почему звездный мальчик стал таким? И так далее. Вот поэтому вот кыз да высни, чтобы не говорить тонкий и толстый, приходится употреблять лексику общепринятую, то, что уже знают все. А если мы переведем ее на коми язык, это будет иногда не очень на слух приятно. Дальше. И на стадии рефлексии каждая группа делится, она уже разделена, и у каждой группы свое задание. У одной группы задание написать, как оценивают они звездного мальчика. Это небольшое как бы эссе, прием эссе. У второй группы написать синквейн, одно существительное, например, получается мальчик.
Прилагательное одно. Ласковый и добрый. Глагол. Он жалеет, любит, любуется жизнью. Вывод написать. И что мальчик-звезда просит прощения у родителей. И еще обобщить, как-то надо все это одним существительным. И это слово «пи», то есть «сын». Да? Он не знал своих настоящих родителей, теперь узнал, он понял, что у него есть родители, и он стал, ну, так скажем, полноценным сыном своих родителей, ребенка. Ну и у третьей группы выбраны, им даны пословицы и поговорки коминародные, и надо выбрать только те, которые подходят вот звездному мальчику. Это получается, также обобщают, да, они думают, какой этот герой, да, и выбирают, что подходит ему, мальчику, а что не подходит. Дальше, это была рефлексия. И вот уже домашние задания, ну, тоже по ФГОС, как бы детям надо выбирать, какое задание, не должно быть одно домашнее задание. И вот написать небольшое сочинение на одну из выбранных тем. Как я оцениваю звездного мальчика? Дальше, каким я хочу стать? Добрым, хорошим, злым или еще каким, да? И красивый человек. А какой он? Так, ну и немножко до домашнего задания я немножко оставила, да? Надо возвратиться к цели урока, что, да? Мы же и спрашиваемся, а получилось ли оценить нам героя, дать ему характеристику? И прошу написать, чему учит эта пьеса, что хотел сказать писатель, что хотел показать писатель. И они зачитывают ответы, и они формулируют тему урока уже потом. Да? И, как правило, пишут всегда правильно, как бы, да, и или более близко, но на самом деле моя задача была, чтобы они поняли, что есть красота внутренняя человека, да, и внешняя красота человека, да, или поиск счастья Коджупи, да, и что искал, например, да, этот мальчик-звезда. Поэтому, как бы, очень вот эти приемы очень удачно подводят детей к выводам, вот, и очень хорошо изучать эту пьесу уже с любым поколением, скажем так, уже можно это... Ну и вот последний этап – это уже домашние задания после этого. Вот все у меня. Но, наверное, все эти приемы всем известны, да, ведь уже мы все эти приемы применяем. Единственное, это, наверное, всегда интересно, например, мне, когда вот другой предметник или другой учитель показывает с новой точки зрения вот эти же приемы. И вот всегда каждый раз что-нибудь для себя берешь уже. Вопросы есть, Юлия? Те, которые нас слушают онлайн, может быть, есть какие-то вопросы? Вот недавно сама Китае текст произведения даже новых видов, автор, если не есть. Да, конечно же, буду роквулен, но зилям тачам прием я сегодня. Кутен, когда видят для мы лошала сыша, кучем и позже применительны. Но дерт гогорвана мы муна произведение в нашем кодриска десаб. Кучем урок он сам луддишам. Мы кажу вам, да, потому что квайтет классы урок полон коло на луддишишны тоже на агорта на джико злуддишны. И все этап тоже этапы школы. Джик будурок, конечно, джик тачем абу. Джик будурок си абу, да. Но, конечно, водича. Монетария прием я остается, что кажется, что куджи урок, ну ладно. Но результативность повышается. Конечно, повышается. И речевая активность. Но речевая активность... Но дети, они вот, как практика показывает, что 5-6 класс, они вот в 5 классе, они в 6 пока хорошо разговаривают, да, они очень активные. Либо в 7 классе уже у них активность уже снижается, да. Ну и как в каждом классе есть более активные дети, есть и такие молчуны, которые не хотят разговаривать. Меньше читают, наверное. Вот в 5 классе дети приходят, у них вот лес рук, не знаешь, кого спросить. А в 7-8, ну, кого никто. Да, возрастные особенности, конечно, да, подростковые. Угу. Ну и надо тоже отметить, что, как и у всех предметников, наверное, когда слышишь, да, что дети меньше читают, что на русском, что на коми-языке. Поэтому я считаю, что вот на уроках коми-литературы все равно чтение произведений должна быть именно на уроке. Не так, чтобы только на дом им давать, а именно на уроке надо с ними вместе читать. Да.
Вслух, обязательно вслух. И обязательно еще, я считаю, что должно быть чтение учителя, чтобы учитель тоже читал. И иногда я начинаю какое-то произведение, а потом уже дети читают. Очень у меня дети любят читать на внимательность, особенно 5 классы, когда я им говорю, так, кто ошибся, это ребенок ошибся, читает следующий. Ну, сразу, даже если на одно слово сказала и ошибся, читает следующий. И они все так хотят правильно читать и меньше ошибок допускать. И вот мне дети 5 класс это очень любят тоже. Спасибо. Спасибо, что вы слушали. Иди домой. Елена Петровна. Расова Галина Ивановна. Расова Галина Ивановна, учитель коми-языка средней школы номер 3 имени Василия Лыскина, город Сыктывкара. Мастер-класс формирования грамматических навыков при изучении коми-языка неродного с помощью компьютерного тренажера. Метаныне Мугличков, да? Нет, вышка уже там можно. На начало, да, надо? Или это так выглядит? Ну. С 1992 года коми-язык наряду с русским является государственным языком Республики Коми. Развитие коми-языка, вызванное изменением его статуса, повлекло за собой введение этого предмета в учебные планы общеобразовательных учреждений республики. Многие учащиеся и родители в то время, да и сейчас, сталкиваются с проблемой по изучению грамматического строя языка. Ведь входящий в финно-угорскую семью языков, он имеет ряд особенностей, не свойственных русскому языку, как представителю славянской группы индоевропейских языков. Основные отличительные признаки коми-языка исходят из типологических черт финно-угорских языков, относящихся по способам образования слов и форм слов к агглютинативным языкам. В коми-языке производные слова, формы слова и изменение слов по числам, падежам, лицам, временам происходит путем присоединения стандартных аффиксов к неизменяемым основам. Грамматическая компетенция является неотъемлемой частью лингвистической компетенции, которая, в свою очередь, представляет важный компонент иноязычной коммуникативной компетенции. Поэтому изучению грамматики должно быть отведено серьезное место в курсе изучения коми-языка. Не можем не согласиться со словами о том, что грамматика выполняет функцию строительного материала речи, устной и письменной. Она пронизывает весь язык. Это скелет, на котором держатся все слова, речевые высказывания, тексты. Без отработки грамматических навыков невозможно представить себе ни один урок коми-языка. Проверка навыков употребления послелогов, временных форм глагола, падежных форм существительного местоимения занимает особое место и в контрольно-измерительных материалах ГИА по коми-языку как неродному. Изучение в школах коми-языка как государственного направлено не только на патриотическое воспитание, но и на обеспечение учебно-познавательной деятельности обучающихся, самостоятельное постижение ими знаний о системе языка, формирование умения опознавать языковые явления, анализировать, классифицировать, оценивать с разных точек зрения, нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, формирование метапредметных умений и способов деятельности, это определение цели предстоящей деятельности, последовательности действий, оценивание достигнутых результатов, извлечение информации из разных источников и его преобразование. Решающим значением для результативности обучения имеет качество работы педагога. С этим, я думаю, никто не поспорит, которое в значительной степени определяется адекватностью его педагогического инструментария и эффективностью системы учебно-методического обеспечения его деятельности. Работа над проектом формирования грамматических навыков при изучении коми-языка неродного с помощью компьютерного тренажера началась в 2019 году. Являясь председателем Республиканской предметной комиссии по проверке выполнения заданий ГИА по коми-языку как неродному, мной был проведен анализ экзаменационных работ
Также во время курсов повышения квалификации по подготовке экспертов РПК в ходе беседы учителями, предметниками, практиками были высказаны проблемы по усвоению грамматических норм коми-языка учащимся. В ходе беседы, анализа экзаменационных работ, учрежденческих диагностических работ пришла к выводу, что большие затруднения у учащихся вызывает именно правильное употребление грамматических словоформ в том или ином контексте. И тогда стал вопрос, как способствовать формированию у учащихся грамматических навыков при изучении коми-языка и какой инструментарий для этого выбрать. Компьютер в нашей повседневной жизни важная, почти незаменимая вещь. Современные дети очень быстро осваивают компьютерные технологии, ориентируются в обилии обучающих программ, дисков, мультимедийных пособий, которые приводят к хорошим результатам. Эти познания могут пригодиться ими при изучении грамматики, коми-языка. В связи с этим существует необходимость создания компьютерных тренажеров по коми-языку. Использование электронного тренажера должно привести к повышению качества знаний и облегчить труд учеников благодаря их заинтересованности. Практическое применение тренажеров возможно прежде всего в теории и методике преподавания коми-языка как государственного в средней школе, при самостоятельном изучении языка, также на курсах по изучению языка как неродного для лиц, не владеющим языком с детства. Эти проблемы практического плана особенно актуальны в современных условиях, когда не утихает спор вокруг изучения национальных языков Республик Российской Федерации. В целях быстрого и эффективного обучения некомиязычного населения республики возникает острая необходимость разрабатывать современные методики обучения, чего нельзя осуществить без учета отличительных особенностей грамматических категорий существительного, местоимения, глагола и так далее. Без соотнесенности с особенностями языка учащихся. В большинстве случаев это владеющих русским языком как родным. Актуальность выбранной темы, проблемы определяется, кроме того, и отсутствием таких продуктов, как компьютерные тренажеры по коми-языку. Вообще идея создания компьютерного тренажера возникла после выбора темы выпускной квалификационной работы, которая называлась «Методика использования мультимедийных средств обучения русскому и коми-языкам» во время моего обучения в магистратуре Сыктывкарского государственного университета по программе технологии филологического образования. Изученный и исследованный в ходе написания работы материал, а также проведенная опытная экспериментальная работа ускорила реализацию этого проекта. Цель проекта – разработать грамматический тренажер по коми-языку и проверить эффективность его использования. Реализация поставленных задач происходила в несколько этапов. На подготовительном этапе была изучена научно-методическая литература по вопросам информационных технологий, освоены принципы работы программ по созданию компьютерных тренажеров, проанализированы типичные ошибки при образовании грамматических словоформ в том или ином контексте. Основной этап состоял из нескольких частей. Первая – это сбор и систематизация материала по грамматическим темам коми-языка. Вторая часть основного этапа заключалась в непосредственном создании компьютерного тренажера. На третьем этапе часть тренажера была включена в систему работы. На четвертом этапе проведен сравнительный анализ результатов освоения тем. Тренажер очень простой в использовании. Создан он с помощью программы PowerPoint. И так как я не могла сама управлять, сейчас включим ролик, да, и посмотрим очень коротко. Что из себя представляет? Это по одной какой-то теме, да? Нет. На стартовой странице представлены название продукта и сведения об авторе. На главной странице тренажера мы видим рубрики. Здесь представлены части речи, существительное, глагол, послелог, местоимение. На примере существительного посмотрим, как тренажер работает. Кликаем мышкой по нужному разделу, в данном случае это существительное. Мы попадаем на страницу, на которой представлены падежные суффиксы по группам.
Выбираем ту группу суффиксов, которые хотим отработать. Кликаем мышкой. И следующая страница предлагает ознакомиться с правилами. Правила можно прочитать, либо посмотреть ролик. Давайте посмотрим ролик. В данном тренажере использованы ролики, представленные на портале для всех, кто учит Коми язык. Ролики доступны для всех пользователей интернета. Правда, для данного тренажера пришлось заняться монтажом, так как в роликах допущены ошибки, а некоторые картинки не соответствуют детскому возрасту. Ну вот давайте посмотрим этот ролик. Ты кутыш, ме Питерыш. Я из Петербурга. Ты кони, ме Сыктывкарын. Я в Сыктывкаре. Кутча. Куда? Ты кутча. Школа. В школу. Горта. Домой. Шикта. В деревню. Кара. В город. Москва. Москву. Как видим, при ответе на вопрос «кытча» «куда?» к существительному прибавляется «э». Это так называемый вступительный падеж. Вот на этой картинке мы хорошо видим значение всех трех падежей места «э», «ын», «ищ». Кирка. Киркаын. Киркаыш. Зонка пыры кирка. Зонка пукала киркаын. Зонка пета киркаыш. Падежи места часто употребляются с глаголами движения или местонахождения. Локны. Лок горта. Иди домой. Мунны. Миму нам Сыктывкарыш. Мы уезжаем из Сыктывкара. Ветланы. Ходить, ездить. Ная ветланы шикта. Они ездят в деревню. Далее мы можем правила еще прочитать, либо выполнить задание. Ну, давайте посмотрим. Вот так вот выглядит значение суффиксов. Ну и переходим к выполнению задания. На странице задания представлено предложение, в котором к существительному надо правильно подобрать суффикс из трех предложенных. Для более легкого понимания содержания предложения сопровождаются картинками, иллюстрациями, которые взяты из книг коми-писателей, а также журналов, издаваемых в нашей республике. Здесь преследовалась еще одна цель – это познакомить пользователей с издательской продукцией нашего региона, вызвать интерес к чтению книг русскоязычных писателей Коми-республики, комиязычных произведений или произведений, переведенных на коми-язык с другого языка. Кликая мышкой по картинке, мы можем посмотреть, из какого произведения эта иллюстрация, кто является автором произведения и художник. Итак, вернемся к суффиксам. Мы видим предложение, в котором к существительному надо подобрать суффикс. Если мы неправильно выбираем суффикс, ну вот давайте попробуем кыч, пета, керка, то вам предлагается подумать, и стрелочка отправляет вас на правила, да, где вы еще раз можете прочитать или посмотреть ролик. Можете прочитать еще раз, перейти к выполнению задания. Можете еще раз посмотреть ролик. Мы перейдем к выполнению задания. Система столько раз отправит вас к правилам, сколько раз вы ошибетесь. Так, если суффикс был подобран правильно, кыч, пета, керкавыч, то вас ждет похвала и следующее предложение. Вер ола еджет паща кыч. Я думаю, что здесь надо подобрать суффикс «э». Опять неправильно. Значит, опять нам предлагается правило посмотреть, либо прочитать. Посмотрели ролик, вернулись к предложению.
Вырын ола еджит паща кыч. Теперь правильно. Следующее предложение. Зонкая смунаны походын. Неправильно. Отправляет нас к правилам. Затем обратно к предложению. Зонкая смунаны походы. Здесь все получилось. Попадаем дальше мы на следующую страницу с отработкой следующих суффиксов. Это суффиксы лен, лыщ и лы. Опять же смотрим сначала правила. Поговорим о падежах принадлежности. Лен. Когда у кого-то что-то есть или нет. Вокудлен ноутбук. У твоего брата есть ноутбук. Чоислен ноутбук абу. У его сестры ноутбука нет. Лы. Когда кто-то кому-то что-то дает. Вася щете чоислы ноутбук. Вася дает своей сестре ноутбук. Жина кожнала вокуслы айфон. Зина дарит своему брату iPhone. Лыщ. Когда у кого-то что-то берут. Бошт айфон се чоидлыщ. Возьми iPhone у своей сестры. Корсиес батидлыщ. Попроси его у своего отца. Щет ваша лыш ноутбук жиналы. Дай Васе ноутбук Зине. Итак, если решили отработать другую часть речи, то достаточно вернуться на главную страницу тренажера и выбрать тот раздел, который вам нужен. Либо глагол, либо послелог, либо местоимение. Таким образом, многократно повторяя значения суффиксов, упражняясь в образовании словоформ в том или ином контексте, у пользователей формируются грамматические навыки. Тренажера на уроках коми-языка и в домашних условиях необходимо, и мотивировано это тем, что оно позволяет эффективно организовать самостоятельную работу, позволяет индивидуализировать процесс обучения, повышает интерес к изучению коми-языка, активизирует познавательную деятельность учащихся, ну и способствует, наверное, что самое главное, да, совершенствованию практических умений и навыков. Где он размещен? Он пока нигде не размещен, потому что я еще его дорабатываю. Авторское право ваше будет защищено? Не знаю, наверное. Если много, стоит этого. Там многое, что использовано, там придется, как говорится, заручиться разрешением тех, у кого взяли. Поэтому это уже не чисто ваше. Но я думаю, что в таком виде, если вот издать на диске там или где-то куда-то разместить, то это будет очень хорошим подспорьем для учителей. Вообще хороший материал. Очень хороший, понятный, удобный, в пользовании удобный. И размещать его надо на каком-то образовательном портале. Да. Ну, с соблюдением, да, всех прав. Да, чтобы там все было указано. Хорошо. А как у вас не Спасибо. Молодец. Ну да, он имеет шамкадость, мы выдали кодовые верообычные. Вот сейчас на такое время, что желательно, чтобы каждый педагог сумел создать какой-то интересный творческий продукт, чтобы им поделиться со своими коллегами. Авторов почти что нет на сегодняшний день, если честно говорить, да, авторы у нас все-таки не рождаются, авторами становятся. И, конечно, желательно, чтобы каждый из вас вот имел вот внутри вот какое-то желание такое создавать какие-то методические разработки и в будущем, может быть, даже стать автором пособия, методички, учебника, хрестоматии. То есть это большой труд. Спасибо. Сертификат не сразу. Потом у нас спешу. Да. Сейчас мы предоставляем слово Ухте, Облесниной Янине Петровне, учителю коми-языка средней школы номер 5 города Ухты. Мастер-класс «Использование информационно-коммуникационных технологий» в проекте «Выль-Йорд. Новый друг» как средство общения на коми-языке. Конечно же, для тех школ и для тех учителей, которые
проводят уроки по коми-языку как неродному, как государственному. Самое главное – это создавать какую-то коммуникативную ситуацию, коммуникативное пространство и формировать мотивацию, да, говорить на языке. Не просто учить правила, а именно говорить на языке. Пожалуйста. Янина Петровна у нас нам отправила видео. Вот она сама смотрит на но нас. И она с нами тоже здесь. То есть для того, чтобы немножечко... Улыбается нам, мы тоже улыбаемся. Бурлун. Наметвач, наверное, видео там ролик sayış, burası mı yuvalım yazılı случая видео. С какой-то кысканы. Озарт mı? Да, включить мысы. Видео Уланд Дона Уджьортьяс. Шоу на меня Янина Петровна, нуджала мюхта Карен, вела до комиков, где обучуженков. И там Янка Чернитышна и КТ в изучении языка и использовании Skype в межмуниципальных телекоммуникационных проектах. Изучая язык, дети должны видеть в этом смысл. Раньше я часто слышала от своих учеников вопрос: зачем мне он нужен, мне он не пригодится, зачем учить коми-язык. И убедить их в обратном было очень сложно. Поэтому важно показать детям, что коми-язык можно использовать как средство коммуникации. Тогда интерес к его изучению сразу возрастает. Использование информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для использования коми-языка как средства общения. Я стараюсь сделать так, чтобы каждый класс в школе, где я преподаю коми-язык как неродной, хотя бы один раз за период обучения принял участие в межмуниципальном телекоммуникационном проекте. Идея создания проекта «Ульёрт. Новый друг» возникла случайно. После уроков дети очень часто у меня в кабинете пьют чай, делятся впечатлениями, что у них было на уроках, помогают выполнить друг другу домашние задания. И при одной из таких встреч позвонила мне племянница из Межадрской школы. Для нее коми-язык родной, мы с ней всегда говорим на коми-языке. Попросила установить интерфейс Word, поменять, вернее, интерфейс Word. Ну и тут подключились дети и сами не заметили, как стали тоже говорить с ней на коми-языке. Прощаясь, они ей сказали «Аскеч в Ульёрт». Видя положительный результат такой беседы, наблюдая резкое повышение интереса обучающихся, мы предложили племяннице и ее друзьям дальнейшее сотрудничество с использованием Skype. Дети поддержали эту идею. Таким образом, я и мои ученики совместно с нашими друзьями села Кедвовом из 32-й школы и Межадрской школы приступили к реализации проекта, в котором мы также используем электронную почту для личного общения. На уроках мне не приходилось видеть у своих учеников такого воодушевления и желания говорить на коми-языке, как во время именно этих встреч. Первая встреча состоялась в 2017 году с учащимися Межадрской школы 6 класса. При этой встрече волновалась больше всех я. И когда один из учеников спросил «Мыло, Зев, мало челядь», ну, тут уже напряжение спало, все уже посмеялись, но имеется в виду, в сельских школах же, в классах очень мало детей, детей это очень удивило, кстати, когда у нас классы по 30 человек. Тогда возникла идея, чтобы ученики во время встречи рассказывали о себе, но не называли имя, а партнеры по переписке угадывали, кто чей дрон. С тех пор каждый год с классом, начинающим участие в проекте, мы организуем как минимум одну встречу по скайпу. Первая встреча проходит именно в виде рассказов загадок. О этой встрече я расскажу более подробно. Сделать это несложно. До встречи учащиеся пишут друг другу письма, как правило, 2 письма, в которых рассказывают подробно о себе, о семье, о увлечениях, друзьях, следуя плану проекта. Но при этом они не отправляют друг другу свои фотографии и не называют фамилии, чтобы не иметь возможности общаться в социальных сетях. Эти письма отправляем на электронную почту. Таким образом, во время встречи по скайпу они видят и слышат друг друга впервые. Перед встречей мы планируем ее ход с учителями из партнерской школы, привлекая учащихся.
Все участники проекта пишут о себе рассказы-загадки, используя ту же информацию, что и в личных письмах. Я прочитываю все рассказы, исправляю ошибки, слушаю, как дети читают то, что написали. Многие рассказы учат наизусть, хотя я это не прошу. Рассказы обычно небольшие по объему, для того, чтобы все имели возможность высказаться за ограниченное время встречи. Я даю всем участникам проекта возможность до встречи прочитать полученные письма, чтобы угадывал не один ученик, а вся группа. Дети говорят номера, под которым выступает, а также таблички со списком партнеров, чтобы угадывать, кто чей друг. Учащиеся по очереди подходят к камере и рассказывают о себе. В конце встречи участники снова подходят к камере, противоположная сторона называет, кто это из письма, да, и партнеры по переписке могут попереписываться друг с другом, либо что-то спросить. В 2018 году провели виртуальную прогулку по Ухте с камерой. Дети рассказали о городе, о достопримечательностях, о любимых уголках города. Также познакомились с селом Межадар. Здесь уже подключилась и группа из села Кедвовом. В дальнейшем планирую онлайн-встречу с учителями села Петрун Терентьем Андреем Федоровичем, который хотел познакомить с жизнью оленеводов, с устройством ЧУМа. С некоторыми классами удается провести 2 встречи в течение года. Тему второй встречи определяет в зависимости от интересов учащихся. Особенно успешны были встречи по следующим темам. Пачелом, там, как топить печку. Дети задавали такие вопросы. Мила юшка се юшка, дырелом, там, щекоды, коды подкадле песса, коды пыртле, мия вычанте се ставсы отнад, щекоды, дыры коло се ставсы ломтны сечводжи. Ошмас, вакужа, скуджи васа лепталан, уна васа коло вайны сечводжи. Ну а мы готовили, например, такую тему, как досуг с 9 классом. По этой теме дети отвечали на вопросы учащихся, для которых коми-язык родной. Подготовка была сделана огромная. Каждый из ребят сделал презентацию о своем хобби. Спорт, приготовление пирогов, вышивка, уход за домашними животными в приюте. Написал рассказ. После выступления отвечал на вопросы своих коми-друзей. Было удивительно наблюдать, как старательно выбирают дети коми-слова и как они помогают жестами, мимикой отвечать русским детям. После встречи я стараюсь дать возможность высказать свое впечатление как в устной форме, так и в письменной. В следующем встрече письме и участники пишут также своим партнерам о впечатлениях. Можно использовать для обмена мнениями о встречах сервис Padlet.com, презентацию PowerPoint, так и платформу Google. Ну, тут тоже разные вопросы возникают. Почему, например, разновозрастные в классах, да, как бы сидят, то есть малокомплектные. Вот у нас как-то была встреча с Межадарской школой, в классе сидели 1 и 4 класс. Почему некоторые сидят без школьной формы и так далее. Ну, такие интересные. Я постаралась кратко рассказать о том, как встречи по скайпу с партнерами по переписке способствуют изучению коми-языка. Во время таких встреч мы также пели, играли на гитарах, демонстрировали сувениры, которые дети сделали своими руками, устраивали викторины после экскурсии, учили друг друга слушать и, конечно же, говорить. Встречи по скайпу – это прекрасная возможность общения со сверстниками, изучающими коми-язык как не родной и родной. Это отличительный способ мотивации к изучению языка и культуры коми. Это деятельность, без которой я уже не могу представить свою работу, так же, как и мои ученики, я жду этих встреч с нетерпением. Я думаю, что на вопрос, зачем ты учишь коми-язык, многие мои ученики сегодня могу ответить, чтобы общаться с ребятами. В дальнейшем мы планируем не только общаться дистанционно, но и съездить к ним в гости. Уже вот договорились с селом Усть-Ухта, Кедвовом, конечно же, мы уже даже ездили один раз туда, чтобы дети почувствовали запах дыма из печки, попили воды из колодца, да и вообще погуляли со своими друзьями Йортьяска. Ну вот как-то так. Зевиджидаття, Ставбурса, Янина Петровна Ухтакарыш. Ема юалым яскучынка. Но кыся виштавны медводж сиес мы мекула, да?
Все хорошо, слышно. Медвежка совещала связь, мы миян мыдодвонин реализует программа наставничества школы ясын, да? И та вот как раз скайп. Что нужно? По-русски? Хорошо. Ну, хочется сказать по поводу того, что сейчас в образовании реализуется проект наставничества. И вот это как раз яркий такой пример наставничества, пункт ученик-ученик, когда комиязычный ученик, носитель языка, учит русскоязычного государственному комиязыку. Кроме этого, у нас еще после, внеурочной деятельности есть еще тоже проект, тоже называется, продолжение этого проекта, просто там не языковой, а культуроведческий как бы аспект реализуется. Мы с детьми ходим в детский сад. У нас есть 2 подшефных детских садика. Это те дети, которые потом приходят в нашу школу. И, в принципе, решаем еще вопрос и выбор предметов, когда стоит во 2 классе. Реализуем 3 праздника. Это Зарни Ар, Выльво и Тывщаворсом Ясыгла. С учениками ходим в детский сад. Кроме этого, я преподаю еще курсы для желающих изучать какой-то язык. Это уже для взрослых людей, которые работают в том или ином направлении на производстве. И тоже реализуется это уже производство и ученик. Эти ученики, которые приходят на курсы ко мне, они зачетным занятием проводят, получается, для учащихся тоже одно из, скажем, занятий. Екатерина Васильевна Григорьева петь, например, учит на каком языке, кто-то в магазин ходит, по программу 1С показывает и так далее. Ну вот, в общем, как-то таким образом реализуем его. Есть ли вопросы? Вопросы есть? Спасибо. Антje. Дальше также реализуйте. Зоя Васильевна и Мария Вячеславовна, темы зевуджид атте, ставу джьорт ясыслы зевуджид атте и стабуса. Да. Сейчас мы предоставляем слово Марине Ивановне Вахниной, учителю коми-языка и краеведения средней школы 38 города Сыктывкара. Марина Ивановна у нас очень, она очень активна, участвует в общественной работе, входит в Сыктывкарское представительство Коми-Войды. Также она была победителем Всероссийского конкурса учителей разных языков, включая русский, в 2018 году, да? Вместе с Александром Марсовичем? Да. И заняла третье место. Все. Бурлун, добрый день. Тему мы уже представили. Это результативность внедрения информационно-дидактических материалов по коми-языку по проекту «Коми-язык с удовольствием» Коми-Кыв Око Тапырыч. Но мы сегодня уже много говорили на эту тему, но я все равно к ней вернусь. 2018 год. Год переломный, можно сказать, да? Если Валерий Петрович сегодня сказал, что мы могли воспользоваться вот этими поправками в закон в положительную сторону, то я вижу немножко другую динамику. Итак, в каждой школе свое государство, соответственно, свои изменения. Поэтому я скажу те изменения, которые появились у нас в школе. Во-первых, государственный коми-язык вошел в учебном плане в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Для изучения предмета отводится 1 час в неделю. Изучение предмета ведется на безотметочной основе в форме зачет, не зачет. Отменено обязательное выполнение домашнего задания по желанию. И как же это отразилось? Давайте немножко посмотрим. Так как у меня безотметочная система, поэтому я могу сейчас порассуждать на этот вопрос по результатам промежуточной аттестации. Перед вами 3 класса одной параллели с литерой А, Б и В. Почему эти 3 класса? Потому что именно в этих классах после проведения анкетирования оставили все 100% учащихся изучения коми-языка. Поэтому я могу уже здесь какие-то сделать выводы. Нам с вами сейчас важно посмотреть первый
Первое отделение, первый столбик в каждой литере. Да? Посмотрите, результат достаточно неплохой. Это до поправок. 2018-2019 год, когда уже произошли ряд изменений, у нас с вами качество знаний падает. И достаточно падает серьезно. Поэтому я для себя еще раз поставила цель не только сделать уроки эффективными, занимательными, интересными, доступными, но и систематизировать все то, что у меня есть, для того, чтобы наши дети, дети нашей школы смогли достойно получать знания по коми-языку. Итак, эти пособия, которые я представляю, в принципе, мной уже были представлены и ранее. Это тренажеры, это тетрадь-словарь и блокнот-шпаргалка по коми-языку. Все вместе я сделала проект «Коми-кыв окото пырыщ», коми-язык с удовольствием. Отдельно остановлюсь на каждом методическом пособии. 4 тренажера. Они составлены на основе наших примерных программ. И цель этого создания была это создание интерактивной обучающей среды для учащихся 1-4 классов. Если мы у Галины Ивановны увидели грамматические тренажеры, то здесь у меня лексические тренажеры. Нужно сказать, что сейчас дети могут и по окончании 4 класса, в начале 5 класса тоже выбрать государственный коми-язык и изучать его тоже сначала с азов. Поэтому и в 5-6 классах точно так же можно эти тренажеры применить. Итак, посмотрите, первый столбец – это раздел примерной программы по коми-языку. Дальше второй столбец – это дидактическая единица тренажера и типы заданий. Типы заданий совершенно разные, чтобы детям было в тренажерах заниматься очень интересно. 4 шаблона, с которых они начинают переходят в различные игры. То есть, если посмотреть, то некоторые темы у нас дублируются, только появляются новые лексические единицы. Тренажер предназначен не только при введении какого-то нового лексического материала, но и для отработки и закрепления. Сами дидактические игры детям, можно сказать, уже знакомы. Это и домино, и пазлы, они в жизни эти игры встречают. Принцип им уже понятен, то есть им несложно здесь применить свои уже знания и на коми-языке потренироваться. Все тренажеры выложены на доступной платформе на сайте Видеолом, который я создала для всех детей, изучающих коми-язык нашей республики, но и можно всем остальным подключаться. Вот с правой стороны вы видите те наименования, которые можно найти, информацию, по которой можно найти на этом сайте, ну и скачать тренажер и дома тренироваться. Вот эти тренажеры, если я раньше использовала на уроке, я их полностью вынесла на домашние задания. Почему? Потому что домашние задания мы не даем, мы можем только им предложить. Поэтому я предлагаю выйти и потренироваться по той теме, которую они проходили во время урока. Тренажер я принесла, вот они, это первый тренажер, их всего 4. Дальше. Вторая разработка – это тетрадь-словарь. Это обычные листы А4, вот они, если я выпрямлю их. Эти словарики в начале каждого учебного года я печатаю сама и детям выдаю в начале учебного года. То есть каждый второклассник бесплатно получает эту тетрадь-словарь. Что она из себя представляет и как она составлена, я расскажу. Ну, во-первых, цель – это создание тетради-словаря по коми-языку для учащихся начальных классов на основе интеграции тематического словаря с различными заданиями и раскрасками. Опять же, все слова, которые здесь внесены, они есть в примерной программе для начальных классов. Всего 25 тем представлены. Их можно увидеть как на первой страничке, так и на каждой страничке справа, вот с такими выносками. То есть очень легко можно найти эту тему, ту, которую проходят они. Первая тетрадка мной была издана только для первого года обучения. Когда я опробировала, я поняла, что мне нужно дальше продолжать в ней работать уже в 3 классе, в 4 классе, поэтому лексические слова каждым разом мною пополнялись, и каждый год тетрадка у меня видоизменяется. В этом году полностью грамматические правила будут вот здесь, в конце, и вот на последних страничках, так, чтобы они быстро находили.
Вот быстренько перелистаем, например, развороты, которые вы видите по различным темам. Задания рядышком со словами совершенно разные. Соедини, раскрась, найди, подбери. То есть все задания отличаются друг от друга. Лексические единицы даны на коми-языке. Почему? Во-первых, когда мы ведем обычные тетради, в которых мы прописываем на уроке слова на коми-языке, мы не всегда можем проверить у ребят, правильно ли они записали, переписали с доски. Поэтому, видя вот эти многочисленные ошибки в тетрадках, соответственно, они и слова запоминают совершенно не в правильной форме, я решила, что на коми-языке слова будут присутствовать в словарике, а на русском языке мы будем писать прямо на уроке. Тем самым повторяем и русский язык, и грамматику, и словарные слова. То есть и русский, и коми-язык, то и то присутствует за 1 час в неделю. Вот когда они раскрашивают, в принципе, тетрадка выглядит так. Очень ярко, красочно. И я бы сказала, что у каждого человека, у каждого ученика получается своя индивидуальная тетрадочка. Яркая, красочная, красивая. Вот в развороте еще так. Третий продукт, который я представляю, это блокнот-шпаргалка. Блокнот-шпаргалка – это листочки, соединенные со всеми правилами, вот такой в красочном формате, которые они могут воспользоваться. Изучили правила, подзабыли, вспомнили, открыли, повторили. Да, вот такие тетрадочки. Словарик, как блокнотики небольшие. Да, это все издано мной. Типографии ничего не издано. Ну вот стресс. Рисунки? Или что? Типографские, напечатанные. Да, типографские. Распечатывала я, да, не типография. Но все равно способ типографский. Да, способ Не типографский. Не от руки. Вот если тренажеры полностью нарисованы мной, 4 тренажера, там я старалась сделать именно авторские индивидуальные рисунки, то в данном случае эти изображения взяты из простора интернет, да? И дальше вот кроме этой шпаргалки сейчас в последнее время темы еще, которые представлены, тоже все из программы, с примерной программы. Вот сейчас как-то надо же наших детей мотивировать в конце четверти подводить итоги, отметок нет. Поэтому я стала дарить вот такие закладочки тоже с правилами. Печатаю, и вот в конце самым лучшим ученикам, я стараюсь, конечно, чем больше, тем лучше, но тем не менее, лучшим ученикам их подарить. Они всегда перед собой держат вот эти закладочки, легко запоминаются. Ну и возвращаемся к нашей динамике. Вот все, что сейчас я говорила, буквально постаралась в 2019-2020 году в совокупности реализовать с ребятами и вести тетради словари, и тренироваться на тренажерах. И вот уже результаты промежуточной аттестации, это последняя шкала. Пусть небольшой рост есть, но он есть. То есть можно сказать, что вот все вместе, в совокупности дает возможность детям еще больше, легче запомнить тот материал, который мы изучаем. Чем больше будет. Да. Ну, у меня все. Да? Наверное, возникли вопросы. У меня вопрос из нескольких частей, но все равно в одном и том же. Вот на все это нужен ресурс денежный. Ой, в августе я начинаю печатать эти тетради словарей. В том году я 123 тетрадки распечатала. И в течение года, когда... Дома сама заправляла. Единственное, что я просила от родителей купить, приобрести мне пачку бумаги А4. Только от класса требовала. И вот на обложке еще небольшие там средства собрала. Вот здесь рисунки, они из простора интернета. Где-то что-то сама вырисовывала, где-то брала. То есть разные здесь. И мои авторские тоже есть. Но не все. В заданиях не все. Так сейчас же постоянно даются гранты на уровне администрации города Сыктывкара. Тут вообще небольшие деньги нужны. Да. 1050 и хватит обеспечить, в общем-то, все школы города Сыктывкара. Можно, но никто не предлагал, я тоже... Тут не надо, вот опять же, ни под лежачий камень вода не течет. Надо самим, тем более вы сейчас в активе, в коме будете Сыктывкарского, надо держать, тем более уже есть материал.
материал. У некоторых нет материала, они гранты добывают. А это вообще дорогой продукт. Конечно. Да. Это У же меня вообще- цветной принтер сейчас для этого куплен дома. Ну, а если возможность вообще издать эти материалы, чтобы Да. Не, я не против, как автор я всегда за. Если кому-то это Такая тетрадочка ушла уже в Ненецкий, правильно, Ненецкий автономный округ, да, сейчас? Вот они, те, кто изучает коми-язык, они меня попросили, я им скинула, они пользуются тоже этим. То есть апробировано не только у нас, еще и в Но другом опять же, регионе. авторские права не защищены. Нет, не защищены. А про диск? А диск первый был и второй изданы были с Криро, а последний так и не изданы, они так и лежат у меня готовые. Два изданы, да? Да. Две части. Да. Еще третья и четвертая. Ждут издания. Ничего не В ждут. плане каком-то есть? Не знаете, Зоя Васильевна? А вы сами не знаете? Есть в плане каком-то? Нет. Нет, сейчас раньше у Министерства образования в программе развития образования была строчка издания вот таких вот материалов. И вот и в нашей лаборатории издавались, и в другой лаборатории. Раньше Сейчас этой было. строчки вообще нету. И тут уже мы как бы за счет грантовых каких-то средств мы выходим в лаборатории. Ну нет, с этой наработкой, разработкой я уже неоднократно выступала, и уже видели, и занимала первые места. Ну вот на этом я оставалась дальше все. Будем иметь в виду. Атте Ставруса. Но ПНПО победила. Да, вот что это вот со всеми этими материалами, в том числе, да, Ирина Марина? В том числе, да, благодаря им ПНПО победила. Молодец. На российском уровне. Ну что ж, уважаемые коллеги, Мария Вячеславовна, я вот пусть вам резюмировать, провести мастер-класс. Мастер-класс, конечно, нет. Я уже в начале, в ходе приветствия говорила, что мне несколько неуютно и совестно признаваться, но это правда, что активности сейчас в организации Коми-Велыдыш у нас нет. Это не самостоятельная, как сказала Зоя Васильевна, межрегиональная. Нет, это составная часть межрегионального общественного движения Коми-Войтер. Но организация, общественная организация Коми-Велыдыш. Да, под флагом Коми-Войтера. Но вот как есть, не уставоположение. И вот сегодняшний семинар, наряду с многими другими событиями, которые происходят в сфере образования, особенно преподавания коми-языка, родных языков, сегодняшний семинар, мастер-класс показал, что такая организация действительно востребована и нужна педагогам, нужна родителям, нужна общественности. И сегодня было много подсказок сделано, в каком направлении и чем наполнять деятельность этой общественной организации. Поэтому я, опять же, надеюсь, с надеждой смотрю на Марину Ивановну, она заместитель председателя, с большой надеждой смотрю на Зою Васильевну, она инициатор. В свое время было создание этой общественной организации Коми-Велыдыш, чтобы активизировать, собрать воедино, у нас хороший потенциал есть учительский, и активизировать педагогов. Когда вот в 2018 году произошли события, связанные с угрозой сокращения, исчезновения родных языков, и в том числе коми-языка, такое несколько было тяжелое состояние у педагогов, не сказать, чтобы упадническое, но все-таки было тяжело, потому что многим пришлось перестраиваться на преподавание других курсов. Языка стало мало. На курс такая ситуация и в других регионах тоже, судя по тому, вот, что мы сегодня слышали, что учителя, которые считали своим призванием педагогическим преподавать и прививать любовь к родному языку, своему родному языку и родному языку своих учеников, переквалифицировались на учителей тоже очень любимого и родного русского языка, или учителей краеведческих каких-то этнокультурных курсов, или преподавание литературы на языке русском, хотя литературы, которая написана на родных языках.
Ну, времена эти погоревали и прошли, рукава засучили, и сегодняшний семинар показал, что настрой хороший, боевой настрой, наработок много, и какие бы трудности ни встречались, всегда находятся пути решения проблем, преодоления этих трудностей. Как правильно сказала сегодня одна из участниц этого семинара, что не сидим сложа руки, ищем и находим. Так оно и есть. Я желаю вам много новых находок. Ваши находки нужны вашим коллегам. Здесь и за экраном, по ту сторону экрана сидят, я полагаю, и думаю, что не ошибаюсь, самые заинтересованные, самые продвинутые, самые мастеровые педагоги, ведущие родные языки. Недаром же мастер-класс. Удачи вам. Да, сейчас уже такая приятная миссия. На вас возлагается вручать. Я буду объявлять, а вы будете вручать сертификаты участников сегодняшнего мероприятия. Итак, сертификат спикера Расовой Галина Ивановна провела межрегиональный мастер-класс. Очень рада была сегодня вас услышать. Я, правда, вас еще ни разу не слышала и не знала. Молодец. Вахнина Марина Ивановна провела мастер-класс. Вот, пожалуйста, вам уже проект. Правая рука и оба глаза мои. Худяева Оксана Владимировна приняла участие в мастер-классе. А в следующий раз уже будет не просто приняла участие, а провела. Да? Договор. Сычева Юлия Сергеевна. Вот молодежь у нас тоже в следующий раз покажем и зажжет остальных. Лудыкова Валентина Матвеевна. Валентина Матвеевна, по-прежнему будем наставлять. Да, с удовольствием, с большим интересом слушала. Правда же здорово. Да, и много интересного увидела и поняла, что столько неравнодушных, инициативных учителей, поэтому вообще не только в республике, но и в России, поэтому национальные языки, языки малых народов, они живут и даже и будут жить, да. Они Валентина будут... Матвеевна, доктор филологических наук, автор учебных пособий, методики. Я надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество будет более тесным и плодотворным. Савина Александра Александровна. Рочева Елена Владимировна. Да? Сейчас можно видеть. Код буду кем там? Пашнина Екатерина Васильевна. Все? Ну, мы считаем, что наш сегодняшний семинар был очень полезным, интересным, насыщенным, и мастер-классы были по-настоящему мастеровыми. До новых встреч! Да, конечно, дорогие учителя, я думаю, вот такие встречи очень полезны. И самое главное, что на нашем мероприятии чувствовался такой вот настрой у каждого педагога улучшать свою работу и стараться делать так, чтобы родные языки стали близкими для наших детей и желаемыми для изучения. Желаем всем успехов. Спасибо. Все?